Добрый день, всех вас приветствую. Наша встреча с выпускниками формата и платформы лидера России носит регулярный характер. Цель простая. Прежде всего вас поздравить с результатом, а во-вторых, послушать ваше мнение о том, что и как было, с чем вы столкнулись в ходе контактов друг с другом, в ходе бесед и занятий с теми людьми, которые приходили к вам в различных форматах. Но должен сказать, что это уже 5-й у нас выпуск, да? За эти годы более 1 миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, и во всем мире, наверное. Это круто. Ну и еще очень важно, что те люди, с которыми вы встречались, беседовали, которые формулировали задачи, оценивали результаты, они сами многого добились, и они действительно объективнее оценщики того, что было вами сделано. Вот. И третий момент, на который хотел бы обратить внимание, это то, что в этом году вы смогли поработать и на территориях. Здесь есть, я знаю, люди, которые и так работают на территории, но, тем не менее, для всех остальных было важным попробовать свои силы в решении задач регионального масштаба. И это очень важный элемент подготовки, конкурсного отбора, определения своих собственных возможностей. Хочу поблагодарить наших коллег в регионах, руководителей регионов за то, что они предоставили такую возможность. Приятно также отметить, что в количестве заявок, оно было очень большим, все больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране, и показывают свое желание работать в России. Для них предусмотрен ускоренный и облегченный порядок приобретения российского гражданства. Уже 29 человек приняли для себя такое решение. Причем это из 12 стран, и стран дальнего зарубежья, США, Франция, там, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ, из СНГ. Всего 12 стран, 29 человек из 12 стран. Важным является также то обстоятельство, что мы привлекаем коллег из новых территорий, из новых регионов в рамках программы «Лидеры Возрождения». Здесь, я знаю, что такие тоже есть. Расскажете, наверное, о том, как все прошло. И вы знаете также, что открывается новая страничка. Это «Время героев» для тех, а такие здесь, в этой аудитории тоже есть, тех, кто принимал или принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции. Вот с марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен быть, и он будет, достаточно строгий отбор, но это будет не разовая акция, мы будем ее проводить на регулярной основе, так что те, кто не попадут с первого захода, есть все шансы повторить эту заявку и попасть на эту платформу. Но у тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия для того, чтобы люди могли это образование получить, если они, конечно, этого хотят, если у них есть такие амбиции. Уже сколько у нас человек уже... Получение конкретной должности – это не самоцель. В тех мероприятиях, в которых вы
принимали участие. Но тем не менее уже 470 человек уже так или иначе работают на высоких должностях и в федеральном центре. У нас, по-моему, 6 заместителей министров федеральных, в регионах 5 заместителей губернаторов, и губернаторы даже есть. 10 человек работают на уровне глав муниципалитетов, да? Я вижу здесь некоторых. Вот. В Госдуме, в Совете Федерации, в наших крупных компаниях с госучастием. В общем, на самых разных направлениях и достаточно высоком уровне. Ну и очень важно, что в ходе подготовки складывается определенное сообщество людей, которые проходят это обучение, проходят этот конкурсный отбор. Это тоже очень важно, потому что я уже слышал об этом от выпускников прежних лет. Удается поддерживать эти отношения, значит, обмениваться информацией полезной, которую можно использовать на конкретном месте работы, но получая, повторяю, информацию из источников, которым вы доверяете и которые сами являются весьма компетентными в своих областях. Ну, вот, пожалуй, это и все, что я хотел бы сказать вначале. Я больше хотел бы послушать вас, еще раз повторяю, ваши оценки и ваши предложения по совершенствованию этой системы отбора кадров. И я уже много раз говорил, хочу еще раз повторить. Главное преимущество этой работы, главное преимущество этой системы подготовки, отбора кадров заключается в том, что это не позвоночная система, не по звонкам делается, а по личным и деловым качествам. Вот, пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы совсем недавно подвели итоги 5-го юбилейного сезона, в конце февраля это произошло. И за это время, 2017 года, когда вы поручили создать этот конкурс, действительно больше 1 миллиона заявок мы получили. Кстати говоря, не только из всех уголков России, но и из 150 зарубежных стран. У нас более 500 победителей, 470 человек получили разные серьезные назначения. Кто-то стал губернатором, кто-то стал мэром, кто-то возглавил больницу, кто-то крупные предприятия. И, наверное, самое главное, что надо отметить, и о чем меня просили не только лидеры России, а все участники созданной вами платформы «Россия – страна возможностей», это сказать вам огромное спасибо за то, что создана такая целая система, устойчивая система, реальная система социальных лифтов в нашей стране. Когда каждый человек, независимо от того, где он родился, в какой семье, какой достаток в семье, какие есть возможности, может реализовать свои способности, может проявить свой талант. Конечно, нужно для этого определенное не только желание, но и упорство проявить, но мы видим и знаем, что при наличии такого упорства действительно в нашей стране возможно все. И я хотел бы предложить начать с участников нашего юбилейного сезона 5-го, с тех, кто совсем недавно присоединился к такой дружной семье лидеров России. С нами сегодня Юля Шугина. Юля, сейчас вот год семьи объявили. Юля помогает малышам появляться на свет, но я думаю, что Юля сама про это лучше расскажет. Юля, пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Юлия Шугина, мне 32 года. Я родилась и выросла в Смоленске, в семье врачей. Эта большая врачебная семья не ограничивалась только родителями. Это и бабушки, и дяди, и тети. И несмотря на достаточно тяжелую жизнь в 90-е в медицинской семье, мои родители поддержали мой выбор, и я пошла путем сердца. Я стала детским врачом, хирургом. Начинала я как операционная санитарка после 2-го курса университета. Ночью мыла инструменты, полы и изредка имела волшебную возможность постоять как ассистент операционного стола, за что я очень сильно благодарна своим коллегам из Смоленска. Сейчас я заведующая отделением хирургии новорожденных в Московском областном перинатальном центре. Хирургия новорожденных? Да. То есть вы делаете операции новорожденным деткам? Я оперирую детей, многие из которых едва умещаются на ладошки.
Господи, вам не страшно? Нет, это то, что мне всегда хотелось, это то, кем я себя всегда видела. И в 22 году я приняла этот вызов, когда мне предложили открыть отделение с нуля на базе перинатального центра. Сначала были мысли: боже, я действительно это сделаю, и было непонимание команды, и не было ничего, приходилось разбираться в документах, лицензироваться, да, вот такие вот не медицинские абсолютно вещи, но мы справились. У меня очень много очень хороших моих подчиненных, они все пришли ко мне из центра. И у меня есть люди, которые прошли реальную боевую школу. Это, например, одна из самых моих опытных операционных сестер, Ольга Николаевна Кижайкина. Она прошла и Осетию, и Чечню, и сейчас мы ведем с ней борьбу за жизнь и здоровье малышей в операционной. И, конечно, это безумное счастье врача видеть, когда они приходят уже здоровыми мальчишками и девчонками, но я думаю, что мало кто может понять, что мы чувствуем, когда оперируем таких детей, когда выхаживаем их, когда ты понимаешь, что это первый долгожданный ребенок за 20 лет бесплодия, или это первая удачная попытка ЭКО из 8-9. И, конечно, это очень огромная ответственность, но это и большая привилегия. Спасаем мы малышей не только на базе своего перинатального центра, мы реализуем В основном операции на суставах, да? Нет, в основном это операции на кишечнике. Да, у нас есть такие аспекты болезни выживших недоношенных, как некротизирующий энтероколит. Конечно, лучшая операция та, которая не состоялась, и мы ведем очень большую научную работу в плане профилактики. Но работа крутая, командная. В прошлом году мы начали реализовывать проект выездной хирургической бригады. Мы оперируем и консультируем на всех площадках родовспомогательных учреждений Московской области, благодаря нашему главному нештатному специалисту по неонатологии Анастасии Сергеевне Петровой и тем людям, кто откликнулся на этот проект. И это действительно то, что помогает снижать младенческую смертность в регионе, но это только за счет крутой командной работы, но так было не всегда. В 22 году, когда я пришла, была и профессиональная ревность, было непонимание, зачем команде хирург, и в тот момент мне очень не хватало знаний не медицинских. В менеджменте, в экономике, где-то не хватало дипломатии. И за этими знаниями я пришла на конкурс «Лидеры России» для того, чтобы развиваться дальше. Пришла не одна, пришла с любимым мужчиной. Несмотря на то, что он не смог прорваться дальше регионального этапа, для нас с ним этот конкурс стал игрой с ненулевой суммой. Он получил будущую жену суперфиналиста 5-го сезона и огромное желание участвовать в 6-м сезоне и развиваться. Я грант на обучение, которое позволит мне подтянуться. Будем считать, что он вас просто толкнул наверх. Да. А это же очень важно, да, чтобы у тебя было окружение, которое тебе помогает, которое тебя поддерживает. Мне повезло. Это и родители, это и сестра, и любимый мужчина, и мои коллеги. И мне очень хочется, чтобы этот конкурс становился еще более популярным, чтобы простые врачи не боялись, да, организаторы здравоохранения идти в него и развиваться, потому что вместе мы сможем сделать наше здравоохранение лучше, я уверена. Угу. А вы, когда приходили на конкурс, вы кем были и сейчас кем являетесь? На конкурс я же пришла недавно, мы только в прошлой весной. Я понимаю, да. Да, я уже была заведующей отделения, и у нас все только начинается, у нас скоро появятся наставники, и это такой тоже. А перинатальный центр, он где находится? В Московской области, в Балашихе. В Балашихе? Угу. И уровень детской смертности после появления этого перинатального центра в регионе, наверное, сократился. Этот перинатальный центр вторым появился в России. Мы один из флагманских проектов. Вот уже 20 лет, вот в этом году, как команда центра спасает малышей. Всего в Московской области 5 центров и один большой центр охраны материнства и детства. И это то, что действительно помогает. Здорово. А какие амбиции у вас? Что вы хотели в ближайшее время сделать? Я бы, конечно, хотела поруководить какой-нибудь многопрофильной детской клиникой, а может быть, ее создать с нуля, потому что я поняла, что такой вызов, как создание чего-то с нуля, это очень интересно. Вот. Ну, а в перспективе 10-15 лет посмотрим. А именно Московской области? Нет, я не привязываюсь к региону. Но теперь вам нужно кое с кем посоветоваться. Да. Теперь мне нужно кое с кем посоветоваться. Однозначно. Ясно. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Да, вам спасибо. Мы говорили про упорство. У нас вот есть участник, который 5 раз пытался победить в конкурсе, Дмитрий Волков. Но вот с 5-го раза удалось. Я думаю, что Дмитрий расскажет, как сейчас работает в Минцифре. Дмитрий, вам слово.
Да, спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Дмитрий Волков, мне 30 лет. Родился я в городе Красноярске. Сейчас живу в Москве. У меня достаточно интересная история попадания на госслужбу. По образованию я инженер ракетостроения, шел учиться проектировать, создавать космические аппараты. О госслужбе вообще даже не думал. Однажды на 5-м курсе университета случайно в соцсетях увидел объявление о наборе на программу стажировок в органы власти. Подумал, почему бы не попробовать свои силы. Если получится и понравится, попробую пойти туда работать. Если не понравится, это тоже результат. По крайней мере, это случится до трудоустройства. Я подал заявку, меня взяли на стажировку в администрацию губернатора. Я попал к очень профессиональным, совершенно неравнодушным наставникам, которые смогли изменить в буквальном смысле мое представление о госслужбе. А самое важное, что я понял, что мои технические знания и умения оказываются очень востребованы в госуправлении. На госслужбе я уже 8-й год, начинал в небольшом органе власти, затем в региональной администрации поработал. Вы как? Закончили вуз, сразу перешли на работу? Да, закончил вуз, настала пора самоопределяться. Да, И кем вас взяли в администрацию? Меня взяли ведущим специалистом в отдел развития инноваций, в отдел поддержки инноваций. Мы занимались поддержкой технологических компаний. Затем в 2020 году я переехал в Министерство цифрового развития, присоединился к новой команде. Последние 2 года работаю заместителем директора департамента в министерстве. Наша команда занимается развитием сервисов на портале госуслуг. То есть мы стремимся к тому, чтобы люди могли удобно, быстро, в режиме онлайн получить все необходимые услуги и решить свои вопросы. Каждый сервис мы прежде всего тестируем на себе. Например, 2 года назад мы с моей супругой подавали заявление на регистрацию брака через госуслуги. Она тогда сделала мне предложение. Сама выбрала ЗАГС. Талантливый менеджер. Спасибо. Все так представилось, что это она ему сделала. Сама оплатила госпошлину, что тоже немаловажно. Она где работала? Она у меня работает в HR-подразделении в строительной компании в Москве. В бизнесе работает. Да, работает в бизнесе. Правильно, вы же служащая, правильно? Пускай возьмет на себя финансовые расходы. Космический аппарат, конечно, я не построил и не участвую в его строительстве, но совершенно не расстраиваюсь. Очень горжусь тем, что работаю над одним из самых масштабных проектов. Нашими пользователями портала сегодня являются более 110 миллионов граждан. Если говорить о конкурсе, как Алексей Геннадьевич сказал, что я участвую 5-й раз в конкурсе лидеров России. Начинал, когда мне было еще 23 года, я был совсем молодой, но уже тогда ставил себе цель пройти оценку и понять, какие же качества нужно в себе развивать, чтобы в перспективе работать и управлять в масштабах страны. Значит, 4-й раз мне удалось выйти в финал, а в 5-й сезон принес мне сразу 2 победы. Я вошел в 100 лучших, и у меня родилась дочка. С конкурсом, можно сказать, и с победой начался новый этап такой в моей жизни, я надеюсь, в карьере. И хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и всех организаторов за возможность присоединиться и быть частью большой команды лидеров России. Спасибо. И все вместе поблагодарим вашу жену за то, что она нам дочку подарила. Спасибо. Вам удачи, всего самого хорошего. Вам удачи на выборах, мы за вас. Спасибо большое. Спасибо. У вас как сейчас карьера-то складывается в министерстве? Пока работаю в той же должности, занимаюсь развитием новых регионов. Зам руководителя департамента, да? Зам руководителя департамента, да. Понятно. А вот конкретно, что вы ведете? Конкретно чем занимаетесь? Конкретно цифровые сервисы в сфере социальной защиты. Сейчас мы работаем над созданием цифрового удостоверения многодетной семьи. Это в продолжение указа. Очень важно, спасибо большое. Да, и по новым регионам тоже там запускаем. Какие-то трудности есть с созданием вот этого цифрового сервиса по многодетным семьям? Да, в принципе, пока нету. Минтруд сейчас делает нормативную базу, мы проектируем сервис, то есть сейчас такая стадия подготовки. Надеемся, что к концу года его запустим. Что так долго-то? Потому что в основном нормативная база формируется дольше. То есть Минтруд виноват? Нет, там сложный процесс. Молодец, Сложный процесс, нужно создать банк данных, он сейчас уже есть, регионы начинают передавать туда сведения, то есть это пока в тестовом режиме, то есть это такая большая работа многоплановая, интеграция нескольких систем.
То есть региональная система, система Минтруда, цифровая платформа и портал государственных услуг, который как конечный получатель. Работа большая, но чем быстрее, тем лучше, да? Да. Да, с Минтрудом я тоже могу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У нас в конкурсе участвуют не только врачи и госслужащие, а и те, кто в бизнесе работает. Вот Александр Исаков прошел путь от инженера до директора завода в Липецкой области. Я хотел еще слово передать нашему следующему участнику Владиславу Вахнину. Владислав, несмотря на юный возраст, в «Газпромнефти» руководит таким серьезным проектом, платформой «Приразломная», наша российская Арктика. Ну, я думаю, что Владислав сам расскажет. Да, Владимир Владимирович, добрый день. Вахнин Владислав, 27 лет. Я инженер-нефтяник. Родился и вырос в Сыктывкаре, Республике Коми. Учился здесь, в Москве, а далее за работу уехал в Красноярск. Скажу честно, до переезда в Красноярск мы познакомились... Из Красноярска сюда, а вы отсюда в Красноярск. Да, но до переезда в Красноярск для меня все, что находится за Уралом, было таким далеким и малоизученным. Но в итоге за несколько лет жизни там я влюбился в Сибирь, в людей, которые там живут. В Сибири случилась и моя первая большая профессиональная победа в компании, где я тогда работал. Мы создали и запустили крупнейшую цифровую модель месторождения. Последние 2 года я живу и работаю в Петербурге. Я присоединился к команде «Газпромнефти», которая уже 10 лет реализует первый и единственный проект по добыче нефти. А работали сначала в какой компании? До этого я работал в Роснефти в Красноярске. Роснефти? Да, занимались разработкой месторождений на севере Красноярского края. Да, Там сейчас вот провинция огромная. Там огромный нефтегазовый регион. Как вы знаете, сейчас один из крупнейших в мире нефтегазовых проектов там реализуется, собственно, к которому я также был причастен. Но сейчас вот на не менее интересном и не менее уникальном проекте «Приразломная». Я конкретно работаю в Центре управления добычей. Мы удаленно координируем производственные процессы на платформе. Это добыча, подготовка, отгрузка нефти. При этом нам с платформы ежесекундно поступает 13 тысяч данных. Для работы с таким массивом мы используем там различные современные цифровые решения. То есть, наверное, коллега рассказывал вам, ну, если нет, я скажу, что они практически руководят добычей, сидя в центре. И даже, по сути, бурением занимаются, сидя в центре. Абсолютно верно. За 1500 километров сегодня выстроены технологии так в «Газпромнефти», что мы можем ежесекундно на связи находиться с персоналом на платформе и там, помогать им в решении тех производственных задач, которые перед ними стоят. Но для этого без цифры это невозможно, поэтому мы сейчас занимаемся разработкой отечественных инструментов, которые позволят, так, например, автоматизировать работу с цифровыми двойниками приразломной. Их сейчас несколько, мы их сшиваем в единую систему, чтобы сделать расчеты точнее, а эксплуатацию безопаснее. Но при этом помимо профессионального роста, работа на приразломной, она открыла для меня, с одной стороны, романтику Арктики, а с другой ее стратегическую ценность для нашей страны. Поэтому я ни секунду не сомневался, выбирая наставником конкурса Юрия Петровича Трутнева. Он курирует данные регионы. Надеюсь, он даст положительный ответ. Пока еще не успели с ним пообщаться, повидаться. Также, конечно, по итогам победы в лидерах России я вошел в число высокопотенциальных сотрудников «Газпромнефти». Это тоже открывает для меня новые профессиональные перспективы. Ну и вообще, конечно, благодарен компании, руководству. Они активно поддерживают и поощряют участие в таком конкурсе. «Газпромнефть» — высокотехнологичная компания и уделяет этому большое внимание. Вот, вообще с платформой «Россия – страна возможностей» я знаком еще со студенчества. Я тогда стал серебряным медалистом Олимпиады «Я профессионал». А сегодня на примере своего друга, суперфиналиста 3-го сезона, лидеров России Никиты Дадакина, и сам вот успешно принял участие в этом конкурсе, могу с уверенностью сказать, что он является такой точкой роста на моем жизненном пути, и в отличие от большинства сегодня здесь собравшихся, я нахожусь только на старте, но надеюсь, что он будет такой же яркий, как у коллег. Руководство компании «Роснефть» помогало вам в решении задач, которые ставились в ходе вот этого конкурсного отбора? Роснефть или Газпромнефть? Газпромнефть, извините. Безусловно, вы знаете, компания активно участвует в подготовке, особенно организация различных образовательных программ. Поэтому даже перед финалом, за день до финала, у нас для сотрудников организовали такой иммерсивный тренинг с привлечением актеров. То есть вклад компании здесь колоссальный, и благодарен ей, безусловно. Видите,
скромный чиновник из Министерства цифрового развития, он такой поддержки не имел наверняка. Но это только ему в плюс, конечно, это показательная история. Я желаю вам успехов. Да, спасибо. Да, и там есть куда двигаться, компания очень перспективная. Самый большой налогоплательщик в Сербии. Да, так для примера просто. В Сербии это самый большой налогоплательщик, компания «Газпромнефть». У них там крупный кластер хороший, хорошо развивается, да, законопослушно себя ведут, и законопослушная компания там для страны пребывания работает очень эффективно. Очень много делают в сфере инноваций, это точно. И, конечно, для таких сотрудников, как вы, там это хорошее место. Уверен, что найдется место. Спасибо. Вот потом очень важное направление. Как бы ни говорили по поводу возобновляемых источников энергии, а, кстати, «Газпромнефть» думает и об этом, я знаю тоже. Поэтому там еще очень, очень долго человечество будет заниматься вопросами углеводородов, их добычей и использованием. Работы хватит на 100 лет. 100%, а тем более компетенции добычи на шельфе, которые развивает в том числе компания «Газпромнефть». Не так много регионов, где это приразломная одна из Там них. глубины какие у вас? Это порядка 200-2,5 тысячи метров, но при этом... Много. Да, это достаточно... Это сложная работа. Да, и поэтому работа на шельфе, она А в Мексиканском заливе сколько? Вы знаете, сейчас так навскидку не скажу, чтобы не обманывать, но вы имеете в виду глубины моря, я неправильно? Да, глубины. Я имею в виду глубины залегания пласта. Нет, глубины моря в Баренцевом море, где мы занимаемся эксплуатацией, порядка 20 метров. Мексиканский залив, я думаю, там чуть-чуть поглубже, но у нас уникальность нашего объекта — это арктические условия, это ледовая обстановка, конечно. толщина льдов до 4 метров, поэтому свои трудности мы имеем. Ну, платформы мощные, там выдерживают вам любые льды. Абсолютно верно. Российский проект российскими инженерами собиралась, строилась на российских заводах, поэтому 10 лет уже с момента вашей выдавали старт первой отгрузки в апреле 2014 года. И вот с тех лет безаварийно, бесперебойно эксплуатируем. Здорово, поздравляю. Спасибо. Владимир Владимирович, когда началась специальная военная операция, у нас у организаторов телефоны просто взрывались от вопросов, от сообщений участников конкурса, чем можно помочь. Кто-то гуманитарную помощь оказывал, кто-то волонтерил, кто-то пошел на фронт, и у нас таких примеров много. Вы встречались, у нас на наблюдательном совете был Илья Штокман, который после конкурса занял позицию первого зама мэра Нижнего Новгорода, и с этой позиции добровольцем ушел на фронт и сейчас находится там. Кто-то из Краснодара, Денис, полковник запаса был, помогал обучать добровольцев, а потом сам возглавил отряд. И сейчас тоже соответствующую службу несет. Александр из Тюменской области, Глухарев, пошел добровольцем и сначала руководил ротой, а теперь является командиром штурмового батальона. Командовал. Командовал, да. Ну, я командовал ротой, сейчас командир штурмового батальона. Много таких примеров из Севастополя, из других наших городов. Ну вот с нами сегодня Амир Акаев из Карачаево-Черкесии. И Амир ушел, был мобилизован в 22 году. Думаю, что расскажет про себя сам. Пожалуйста, Амир, сидите. Амир, сидите. Не. Добрый день, Владимир Владимирович. Я родился и вырос в Карачаево-Черкесии. На данный момент я военнослужащий наших вооруженных сил, мобилизованный, отец 3 детей. До участия в конкурсе я работал в одном из крупнейших тепличных хозяйств нашей страны, агрокомбинате «Южный», где прошел путь от слесаря, который крутит болты и гайки весь в масле, до инженера. Участвовал еще в первом сезоне конкурса. И, к сожалению, я занял 31 место. Было очень обидно, потому что нужно было попадать в 30-ку. А сколько было всего участников? В первый год,
на полуфинал 300 человек было от Северокавказского федерального округа. Хороший результат. Ну, было обидно. Было обидно, но еще я понял, что я мог достичь большего. Я изначально ехал на конкурс с мыслями, куда мне, бывшему слесарю, там, простому инженеру, тягаться с крутейшими там управленцами, да. И на следующий год... Россия — страна возможностей. Да, да. На следующий год я уже ехал настроенным только на движение вперед, и я смог пробиться в суперфинал конкурса. Образовательный грант я направил на обучение в Вышегур-Анхикс. И меня заметило руководство АО «Газпром газораспределение Черкесск». Это ресурсоснабжающая организация в нашей республике. Они меня пригласили к себе. За 3 года я поменял несколько должностей, дошел до заместителя руководителя эксплуатационной службы по городу Черкесску и 20 населенным пунктам, которые прилегают к нему. Осенью 22 года мне пришла повестка. У меня не было никаких сомнений, идти, не идти, брать, не брать повестку. Вообще таких мыслей не было. У меня был опыт срочной службы в Северной и Южной Осетии. Очень много времени я провел на учениях, где мы проводили боевые стрельбы. И я понимал, что мой опыт может пригодиться, я смогу помочь нашим ребятам. Конечно, мои родные очень сильно переживали. Я единственный ребенок у своей пожилой мамы. Моя жена оставалась одна, с 3 маленькими детьми, с моей мамой. Но мы все справились с этим. Справились, и нам помогали мои друзья, наши родственники, коллеги, даже ребята с лидеров помогали. Они мне закупили экипировку и прислали прямо туда. Я очень благодарен этим всем людям. За время участия в боевых действиях я успел побывать на правобережье Херсонской области, на левобережье Запорожской области, на Времьевском участке фронта. В свободное от боевых действий время я занимался физическим развитием, занимался чтением, а еще я раскрыл в себе творческую жилку. Я начал вести дневники с первых дней. Уже более 100 глав, я их называл «Дневники мобилизованного». Написал несколько рассказов, пару десятков стихов. Это очень сильно помогало отвлечься от всех тягот. Лучше всякого допинга или вредных привычек. Оглядываясь назад, я хочу сказать, что я ни о чем не жалею. Любое решение в своей жизни нужно принимать взвешенно и ответственно. И если ты уже встал на путь, нужно идти до конца. Совсем недавно я принял еще одно решение, я думаю, будет знаковым. Я смотрел ваше послание Федеральному собранию, услышал о программе «Время героев» и, конечно, сразу в тот же день подал заявку. Правильно. Все. Теперь жду результата. Спасибо большое. Я хочу вообще выразить благодарность вам за эту программу не только от себя, от всех тех ребят, которые сейчас находятся там и которые действительно могут получить возможность развиваться и двигаться дальше. Спасибо. Я хочу вас... Садитесь, пожалуйста. Во-первых, хочу вас поблагодарить за вашу позицию. Вы знаете, вот самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили. Вы слушаете. Это самое главное, самое мощное оружие. И те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали и учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры. Но вот еще раз хочу повторить, благодаря таким людям, как вы, и мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно, и уверенно смотрим в завтрашние дни, и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности. Низкий поклон вашей маме. Спасибо. Ну, конечно, она же вас сделала таким воином, каким вы являетесь. Воином в самом широком смысле этого слова. В самом широком смысле слова. И в интеллектуальном, и в гражданском, и в военном. То, что вы нашли еще в себе силы заниматься творчеством, это вдвойне, втройне интересно и ценно. Вот. Дайте мне потом
через коллег. Отдайте, я с удовольствием почитаю это все. Хорошо, хорошо. Вот. Ну и то, что вы приняли решение пойти на конкурс «Время героев», правильно абсолютно. Только надо сделать. У вас какое образование? Высшее образование. Какое высшее? Техническое, инженер. Инженер. Да, отлично. Хорошо. Мы вас ждем. Обязательно. Постараюсь пробиться. Я уже говорил, это простая мысль. Вот, сделать для ребят, которые находятся в таких тяжелых условиях, сложных и опасных, в зоне специальной военной операции, там служат Родине, конечно, ну, вы сами это знаете, вы сами такой. Ну, на кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют, для того, чтобы им создать эту платформу движения вперед. Ну, как же? Это даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а для того, чтобы у России был такой запас прочности в смысле кадрового потенциала. Вот. У вас что за ранение? Ну, попал под артобстрел, немножко не так залетел в окоп и нога в бок ушла. Перелом внутрисуставный. Достаточно неприятно. Колено? Колено. Сложный перелом. Сложный, но прогноз благоприятный. Я надеюсь, скоро восстановлюсь и дальше вперед. Это где, на каком месте? Участке фронта? Это вот Времевский участок, приютная, Старомайорская, урожайная, в тех краях. Понятно. Когда там противник поджимал, там, да? Ну, контрнаступление мы хорошо отразили, я думаю. Я знаю. И это уже было в октябре месяце, когда они пытались малыми пехотными группами штурмовать. Да, по 5-7 человек. Да. Ну, мы отработали одну цель, а ребята очень сильно просили по второй цели отработать. Мы понимали, что ответка будет, но надо. И немного не повезло. Молодцы. Спасибо. Вот. Поэтому мы и назвали эту новую платформу «Время героев». Точно, по-моему, название в цель. Удачи вам. Спасибо большое. Да. Пожалуйста. У нас не только мужчины приближают нашу победу, но и девушки. Александра Родионова тоже не смогла остаться в стороне, медсестрой. Пошла на фронт. Александра, я думаю, расскажет сама. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Родионова Александра. Я победитель 3-го сезона конкурса «Лидер России» по треку здравоохранения. С 2015 года я занимала различные руководящие должности в отрасли, занималась вопросами реабилитации, образования, кадровой политики. Но именно участие в конкурсе тогда исполнило мою мечту, и сразу после победы я была приглашена в штат Министерства здравоохранения Российской Федерации. С самых первых дней начала специальной военной операции я курировала ряд задач и поручений по новым регионам. В том числе это реализация вашего, Владимир Владимирович, поручения по углубленной диспансеризации детей, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации новых. И, как вы помните, мы тогда добились не только значимых результатов, но и по сей день получаем очень положительный социальный отклик не только от мам, пап, самих деток, но и от профессионального сообщества. И, на мой взгляд, это действительно очень важно, но, как мне кажется, нет ничего важнее сейчас, как наша общая победа. Наверное, поэтому летом прошлого года я приняла решение и ушла на передовую, стала рядом со своими коллегами, чтобы оказывать помощь раненым. Но на самом деле меня тогда мало кто понял и поддержал. Все говорили, ты федеральный чиновник, управленец, куда ты пойдешь, санитаркой, медсестрой, зачем тебе это надо? А кем вы были здесь? Кем вы были, кем работали? В Минздраве России я работала, возглавляла один из отделов, который курирует в том числе детское здравоохранение. Ушла на этапе назначения на заместителя директора департамента. Отказалась от должности, ушла на передовую. И где вы были, на каких участках? Я нахожусь до сих пор там. Послезавтра я возвращаюсь обратно. Это отдельный медицинский батальон Лисичанск под Белогоровкой. Непростой участок. Сейчас достаточно продуктивны, как и многие наши другие направления. Конечно, это увеличивает, с одной стороны, поступление раненых, но с другой стороны, ребята воодушевлены, ребята положительно настроены, и мы видим, как они
говорят: мы взяли этот участок, мы прошли дальше. А когда я смогу вернуться обратно? И вот он думает не о том, что с ним, какое у него ранение, а он думает о том, когда он сможет вернуться обратно, и это действительно очень воодушевляет и нас. Да. Ну, там, да, движение есть, тем не менее противник укрепил это место как раз. Северское направление сейчас называется в целом. Так точно. Так точно. Но воюют здорово, молодцы ребята, воюют хорошо, помогаете им. В целом, как вы там оцениваете? Настроение военнослужащих вы сказали, но вы же там с местными жителями тоже общаетесь. Как вы оцениваете их настроение? Да, на самом деле это тоже очень важный момент, потому что мало того, общаемся, мы работаем, и нам помогают медицинские сотрудники, гражданские, которые не уехали, которые остались, несмотря на что продолжают работать. Я уже 9-й месяц нахожусь там, и мы бок о бок работаем. Они рассказывают о том, как была организована система здравоохранения раньше. Но, в принципе, я и сама это видела, когда мы пришли работать с детьми. Они рассказывают, каких изменений они ждут. Конечно, они очень много говорят, и это самое, наверное, болезненное о той агрессии, с которой они встретились, когда началось СВО, и до того момента, как пришла наша российская армия. Как они ждали нас, и какие надежды они сейчас возлагают на нас. И, конечно же, самое важное — это видеть, как за эти 2 года меняется каждый из регионов, каждый город. Была я везде, наверное, в каждой точке, и мы видим, как в начале 22 года разруха, зачастую разбитые города, тот же Мариуполь, и как сейчас возвращается жизнь где-то быстрее, где-то чуть медленнее. Это зависит от того, насколько далеко находится линия фронта, как возвращаются дети. Я как куратор детского здравоохранения в Минздрава России прежде всего смотрю на то, сколько детей, как они учатся, как они ходят или не ходят в школу. И вот здесь присутствуют заместители руководителей регионов и главы регионов в прошлом новых субъектов. Мы действительно очень много вместе работали и вместе обсуждали, как возвращаются дети, и с ними вместе возвращается жизнь. Спортивные секции открываются. И вот это, наверное, самый большой отклик того, что мы делаем сейчас. Вам кто-то говорил, что вам очень идет военная форма? Не поверите, все. Поэтому я не спешу снимать. Я так и думал. Владимир Владимирович, разрешите обратиться? Пожалуйста. Я, как медицинский работник, вижу десятки наших бойцов, пусть и раненых, но ежедневно. И от лица всех наших хочу поблагодарить вас за ту колоссальную поддержку и помощь, которую вы оказываете каждому участнику СВО, абсолютно каждому. Там, на передовой, это ваша поддержка для нас опора и мощнейшая мотивация идти только вперед. Каждый боец верит в нашу общую победу, каждый готов идти до конца. И я слышу эти слова каждый день, я считаю своим долгом их передать. Спасибо вам большое. Ребятам всем спасибо передавайте. Вот будете их обнимать, целовать. От меня тоже. А Верховный главкомандующий передал тебе лично спасибо. Да. Именно так Так точно будет исполнено. Именно так и скажите. А что было наиболее интересно в ходе программы, по которой вы здесь проходили в конкурсе, во время конкурса? На самом деле программа не закончилась с завершением конкурса, потому что в ходе программы это знакомство, прежде всего знакомство с потрясающими интересными людьми. И самое, наверное, все-таки интересное — это то, как мы в дальнейшем работаем. Возвращаясь к вашему поручению по диспансеризации, самые лучшие результаты были достигнуты там, где есть наши коллеги-лидеры России. Это действительно тот союз, который работает очень продуктивно, быстро, независимо от сферы деятельности. Вот там, где есть контакт лидеров России, решается все действительно по одному щелчку, и нет нерешимых, невыполнимых задач. Поэтому конкурс, 3-й сезон был 19-20 год. После этого очень много работали мы с коллегами, продолжаем работать. Это, кстати, связано и с гуманитарной помощью, гуманитарными миссиями на СВО. И все вопросы решаются благодаря поддержке лидеров России. Будь то рабочие вопросы, будь то гуманитарные и даже какие-то личные моменты. У меня дома остались 2 сыновей. К сожалению, не так давно не стала моя мама, дети одни. И с детьми мне помогают лидеры России, пока я нахожусь. А где они живут? Мы живем в Москве, я москвичка. В Москве? Угу. А с кем же они? Они сами, и на самом как сами? деле... Ну, кто-то рядом с ними есть?
Дети не такие маленькие, старшему у меня 20-й год уже, а младший еще учится в школе, но когда уходила, была мама. Все равно мы с детьми поговорили, мы решили, что я буду на СВО ровно столько, сколько они будут справляться. Владимир Владимирович, уже 9-й месяц, они сами убирают, стирают, готовят, поливают мои цветы. Ни один цветок за это время не пострадал. Для меня это просто очень важно. Это ваш результат. Вы их так воспитывали. Значит. Но я считаю, что эти жизни, те спасенные жизни, к которым я так или иначе причастна за это время, это их заслуга, и я очень горжусь им, благодарна им за это. И единственный вопрос, который я от них за это время слышала, ни капризы, ни какие-то там истерики. «Мам, как ты там?» Все, это единственный вопрос, который О вас заботятся. Ну, конечно. Я же девочка, а не мальчик. Ну да, правильно. А учится хорошо? Старший уже в институте поступила, да, сам, притом поступил не с первого раза, но куда хотел. А младший учится в школе. Учится неплохо, хорошо. Я думаю, что я вернусь, будет лучше. У него сейчас много забот, но, по крайней мере, у него есть интерес, у него есть увлечение. У него есть интерес к китайскому языку, он изучает его чуть ли, наверное, не с 1 класса сам. Есть интерес к географии и истории, и мне это очень приятно. Мне нравится, что это интерес не к компьютерным играм, а это интерес к каким-то наукам. Я никогда не смотрела на то, чтобы ребенок учился на одни пятерки. Мне главное, чтобы я понимала, к чему ребенок стремится, и видела, как он в этом направлении развивается. Я это вижу в своих детях. Мне это нравится, и поэтому я за них абсолютно спокойна. Какие вы все молодцы. Честное слово. Дай ему Бог успехов и в карьере, и в личной жизни. Спасибо большое. Конечно, еще важная задача – это восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях, освобожденных городах. У нас многие участники конкурса «Лидеры России» отправились в наши новые регионы. Вот Владислав Васильев, зам председателя правительства Донецкой Народной Республики, Андрей Чертков, первый зам председателя правительства ДНР, Иван Кусов, министр образования и науки Луганской Народной Республики, Иван Сафронов, министр промышленности Херсонской области. Ну и на самом деле можно много дальше перечислять. С нами сегодня Алексей Лысов. Алексей работает в Запорожской области заместителем председателя правительства. Алексей расскажет. Владимир Владимирович, добрый день. Здрасте. Мне 39 лет. Я сам родом из города Вологды. Я участник самого первого сезона конкурса «Лидеры России», который был 6 лет назад. Знаете, я очень хорошо помню, как я принял решение в конкурсе. Это было 6 лет назад, это был вечер, я дома сидел, ужинал, и по телевизору была реклама, что можно пойти, есть такая возможность пойти и выиграть 1 миллион рублей на учебу. Я как-то работал в коммерческом секторе, как раз хотел получать дополнительное образование, и впоследствии им руководителем, он мне не давал денег на учебу, я говорю, ну я тогда пойду и выиграю. Он говорит, ну иди и выиграй. Ну так получилось, что я пошел поучаствовать в конкурсе и выиграл. После этого, после конкурса я работал в администрации президента 2 года, после вернулся назад в Вологду, работал заместителем губернатора. А после начала СВО у меня действительно болела душа, я хотел, меня звала душа работать на СВО, я тогда подошел к своему руководителю и попросил в каком-либо виде меня отправить туда работать. И как раз в мае 2022 года в Вологодской области определили подшефный регион, это город Долчевск. Я поехал туда сначала работать, работал прикрепленным первым заместителем мэра города Долчевска ЛНР. А в июле 2022 года меня позвали на работу в Запорожскую область. И вот я помню, я приехал 19 июля 2022 года в город Мелитополь и был назначен заместителем председателя Совета министров сначала военно-гражданской администрации, такая форма у нас была, а теперь уже правительство региона. Я курирую весь социальный блок Запорожской области. Хорошо помню, с чего начинали. Начинали с нуля. Город Мелитополь, как вы знаете, это не был областной столицей. Запорожье, надеюсь, скоро возьмем. Фактически с нуля создавали всю социальную инфраструктуру, не было ни одного органа власти, садики, школы, больницы, все запускали вручную. Знаете, у меня в голове 2 картинки. Мелитополь, лето 22 года, пустой город, фактически пустой город. Нет машин, людей, военные блокпосты. И сейчас этот город, который активно развивается, на улицах очень много людей, дети в парках гуляют, кафешки работают, пробки появились в городе, в Мелитополе. В украинское время не было пробок, там сейчас пробки у нас. Знаете, я теперь шучу, что я в резюме имею право писать в качестве навыков госстроительство под ключ или госстроительство с нуля. После такого опыта действительно это огромная внутренняя мотивация. Я искренне считаю, что те историческо-политические события, которые происходят у нас там сейчас, они центральны не только в России, но, наверное, они центральны во всем мире. Это огромная мотивация работать. Я с гордостью своим детям рассказываю, у меня 3 детей, своим внукам буду рассказывать. Это то, что остается навсегда. Знаете, вот в Запорожской области
больше всего меня поразило, что там такие же русские люди, как и мы, они, собственно говоря, считали себя всегда русскими. Это правда. У нас вот Это просто... вот, извините, что перебиваю, такая вещь очень важная, то, что вы сейчас сказали. Меня поразило, что там тоже такие же русские люди, как и мы. Ну, Вот мы ехали, в этом-то все мы ехали в неизвестность. Мы как бы про них, но чувство такое вины даже, мы про них немножко как бы даже забывали, что они такие же, как и мы, русские люди. Вот один из примеров, у нас руководители молодежных организаций, сейчас ребята, вы знаете, что на Украине и до своего сейчас запрещены 9 мая, запрещены Бессмертный полк, запрещены Георгиевские ленты. И вот ребята, которые наши сейчас руководители молодежных организаций, они тогда, во время Украины, выходили на эти акции, несмотря на угрозы в их сторону, несмотря на угрозы их родственникам. И сейчас уже, конечно, когда они освобождены, это все проходит, они это делают добровольно, мы их поддерживаем, естественно. Поэтому, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, я вас просто хочу пригласить в Запорожскую область. Спасибо. Вас люди реально ждут, и вас люди реально любят. Вы, на самом деле, человек, который вернул им ценности их настоящую историю. Спасибо. Я недавно только, регулярно встречаюсь с руководителями всех этих территорий и Запорожской области тоже, буквально дня 4 назад, без рабочие встречи такие, без прессы, без всего. Я представляю, что у вас происходит, какие проблемы там. Но все-таки вы, как человек, непосредственно отвечающий за социальный блок, самые важные вещи, на которые вы бы хотели обратить мое внимание, они в чем заключаются? Если в социальном блоке, Владимир Ильич, у нас самая главная проблема, она и на материке, также мы называем материк, у нас большая нехватка людей, именно в бюджетной сфере, именно кадров. учителей, да, врачей, вот это реально нехватка. Люди едут, врачи едут, слава богу, учителя едут, слава богу, с материка. Диспансеризацию как удалось провести? Провели? Конечно, провели. И взрослую, и детскую. Диспансеризация вообще, вот когда дали поручение, вот Саша о чем рассказывал, диспансеризации детской там вообще не было. Да, я знаю. То есть просто родители, когда не говорили нам спасибо, потому что они получили здоровье своего ребенка, то есть такого просто никогда не было. Сначала Теперь, после того, как проведена диспансеризация, выявлены какие-то проблемы, теперь нужно создать условия, чтобы эти проблемы решать. Конечно, конечно. То есть каждый ребенок по итогам диспансеризации, составлена карта его здоровья, он потом лечится соответствующим образом, восстанавливается. А в каком состоянии находится система и учреждения здравоохранения, образования? В здравоохранении точно лучше, чем было 2 года назад на Украине, потому что мы за эти 2 года отремонтировали больше 130 объектов. У нас больше нескольких тысяч медицинских единиц оборудования поставлено. То есть, в первую очередь, естественно, Мелитополь, Бердянск. Сейчас уже пошли села, ФАПы, также мобильные ставим. Медицина развивается, вот кадры. Школы тоже развиваются, школы ремонтируем. У нас, вот о чем говорила Саша, тоже абсолютно согласен, у нас за год вернулось больше 12 тысяч детей в школу. За год. То есть это говорит о чем-то. В 2023 году у нас было, в 2022 году у нас было 30 тысяч детей в школу, сейчас 41 тысяча детей в школу. То есть это много. Прилично. Они прям возвращаются. На четверть увеличилось. Здорово. А учреждения здравоохранения? Учреждения здравоохранения у нас 36 штук их. Сколько? 36. 36. Да, потихонечку восстанавливаем. То есть Мелитополь, Бердянск в первую очередь, потом села. Села ФАПы строим. ФАПов тоже не было в селах. Мелитополь может быть очень хорошим городом. Мелитополь прекрасный город. Реально климат хороший, тепло. В Мелитополе у нас сейчас жителей стало больше, чем было, когда на Украине он был. На Украине было 150 тысяч, сейчас мы оцениваем 180-190 тысяч. То есть народу стало больше. Он растет реально, да? Да, там пробки появились. Ладно. Вам всего самого доброго. Спасибо. Да. Удачи. Спасибо. Недавно был в Мелитополе, действительно, не только пробки, но и, самое главное, счастливые лица, улыбки. Это очень важно, очень ценно, прям за душу берет. Мы сегодня вспоминали конкурс «Лидер Возрождения», который, как часть конкурса «Лидер России», прошел специально для наших новых регионов. И с нами сегодня 2 участника. Максим Вельма из Донецкой Народной Республики, возглавляет Дебальцево, и Наталья Бондаренко. Совсем недавно Наталья работала в департаменте госслужбы и кадров ДНР, а сейчас получила новое назначение. Я думаю, что Наталья лучше сама расскажет. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Бондаренко Наталья. Родилась и выросла на Донбассе. Небольшой город Харциск, около 100 тысяч населения. Но это мой любимый родной город.
Последние 10 лет я работала в региональных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления. С интересом и легкой завистью наблюдала, как проходил конкурс «Лидеры России». И очень обрадовалась, когда конкурс «Лидеры Возрождения» стартовал у нас в Донецкой Народной Республике. За это вам огромное спасибо от нас всех. Организаторы озвучили, что те, кто станут победителями, они получат образовательный грант на обучение в ведущих вузах Российской Федерации. И вот это для меня стало основным мотивом, потому что углубить свои знания о системе государственного и муниципального управления, повысить свои компетенции, это была моя мечта на самом деле. Я, не раздумывая, подала заявку на участие в данном конкурсе. Все этапы были очень интересными, яркими, запоминающимися. Меня поддерживали мои друзья, близкие, знакомые, родные. Было все здорово, но были и такие волнительные моменты. Один из них очень такой сложный. Перед полуфиналом мы должны были выехать в город Ростов для прохождения тестирования. Вот буквально за час до выезда начался массированный обстрел центра Донецка. Выехать уже не было возможности, нас всех сотрудников спустили в убежище. Я, конечно, очень волновалась, а как же, а что же делать? В итоге все получилось, друзья пришли на помощь, я успела, прошла успешно тестирование. А вот второй волнительный момент, это был уже во время финала. Потому что из 104 участников, которым вручали статуэтки и озвучивали имена победителей, так вот последняя статуэтка была моя. Ну, в итоге уже после полуфинала были такие приятные неожиданности. Меня пригласили работать в аппарат правительства Донецкой Народной Республики, где я стала заниматься одним из очень важных, новых направлений работы. Это организация работы по обучению руководителей и сотрудников органов публичной власти для скорейшей интеграции в систему государственного управления России. Вот, потому что работа и ранее проводилась, но не на таком должном уровне и не в таких объемах, масштабах. Вот за прошлый год было проведено Московским финансовым университетом и непосредственно РАНХИКС более 70 образовательных программ на территории, ну, в частности, нашей Донецкой Народной Республики. Очень много госслужащих прошли обучение. Работы и сейчас много, эта работа продолжается на сегодняшний день. Вот, но меня заметили, спасибо большое, и пригласили работать к вам в администрацию, блок внутренней политики, для того, чтобы усилить работу с кадрами в наших новых регионах, потому что эта работа продолжается, чтобы более эффективно и быстрее происходила интеграция в правовое поле Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, осуществилась самая главная моя мечта, ради которой все это затевалось. На сегодняшний день я являюсь студенткой Института государственной службы и управления РАНХИКС, город Москва. Успешно прохожу обучение. И знаете, мне хочется сказать, что действительно конкурс и «Лидеры России», и конкурс «Лидеры Возрождения», они меняют судьбы людей, меняют их в лучшую сторону. Большое вам за это спасибо. Вам нравится на новом месте работы? Очень. Да? Да. А что вам там нравится? Ну, честно говоря, я работаю совсем немного, всего маленький промежуток времени, но познакомилась с коллективом, вникаю в работу. Основной проект, на который сейчас делается главный упор, это проект «Время героев». Я думаю, что мы и я, в частности, мне доверят такую миссию в Донецкой Народной Республике, буду тоже прикладывать максимум усилий для того, чтобы наши ребята имели возможность получить образование, да, и участвовать в этом мероприятии. Конечно, конечно. Но я имел в виду всех тех, кто принимает участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Вне зависимости от того, значит, это из Донецка, из Луганской, из Запорожья, из Херсонской области, или из Москвы, из Питера, неважно, из Сибири. Это не имеет значения. Они все в одинаково равных условиях должны находиться. Поэтому конкурс действительно меняет судьбу людей. Ну, дай Бог. Благодарю. Вам успехов. Говорили о том, что среди выпускников конкурса «Лидер России» есть еще у нас 5 губернаторов. Вот сегодня 2 с нами, там вот скромно сели на заднем ряду. Виталий Хоценко и Дмитрий Артюхов, они еще и выпускники школы губернаторов Президентской академии. Ну, а Виталий перешел на пост руководителя Омской области с поста председателя правительства ДНР. Я думаю, что и Виталий, и Дмитрий расскажут про себя.
Уважаемый Владимир Владимирович, Алексей Геннадьевич все сказал, поэтому не буду про биографию свою рассказывать. Вы хорошо его знаете. В Донецк поехал, потому что сам с тех мест родился в Днепропетровске. Семья у меня большая, но сложное было решение. 6 детей в семье все-таки воспитывается. Но все в итоге поддержали, поехал, отработал и доверили сначала вы мне, значит, руководить Омской области, и дальше люди поддержали. Участник был 2-го сезона, вышел в финал лидеров России. Испытывал, конечно, безумное волнение, потому что встретился с очень сильными финалистами, ребятами. Здесь ряд из них присутствует. Вот Михайлик Константин сегодня заместитель министра строительства. Мы с ним в школе в Сочи на финале детям урок преподавали. Там было занятие в рамках финала, суперфинала. Надо было детям придумать интересный урок и его, значит, презентовать. И мы вдвоем, как два начинающих преподавателя, этот урок провели. Не знаю, детям вроде понравилось. О чем рассказывали? Рассказывали о мотивации, рассказывали об истории, рассказывали о людях, выбрали несколько, значит, исторических наших персонажей и говорили о том, какую роль историческую те или иные люди, Петр I, например, внес. Ребята ближе 5 класс у нас, да, пятиклассники, в историю становления нашего государства, в усилению флота и в целом армии. Недавно, Владимир Ильич, ощутил, вышел в финал, недавно был приглашен Алексей. По поводу флота, строительства флота. Нечего было усиливать. Нечего было усиливать. Флот-то не было. По сути, создал. До него создал. Фактически. Недавно участвовал в финале, уже не как конкурсант, а как наставник. И испытывал, наверное, такие же ощущения, также волнительные, но уже в другом качестве. Очень интересно было, конечно, новые эмоции понять для себя. 3 человека выбрали меня в качестве наставника, с удовольствием согласился. Это один парень с Донецка, другой с Омска, третий из Санкт-Петербурга. И вот будем вместе работать в рамках программы наставничества. В целом, то, что конкурс мне дал, я на самом деле понимал и понимаю сегодня, начали мы это глубоко погружать для того, чтобы усилить нашу региональную команду уже в Омске. Мы провели, вы помните, я вас тогда просил поддержать, вы поддержали, мы сделали первый президентский региональный кадровый конкурс. У него был статус президентский, хотя это был 10-й региональный конкурс кадровый при поддержке платформы «Россия – страна возможностей». Здесь Сергей Владимирович Кириенко сильно поддержал нас. Мы его провели, у него есть несколько, на самом деле, отличий от тех конкурсов, которые были. Он был самый многочисленный, там более 8,5 тысяч человек принял в нем участие. Он был самый красивый, самый женский, потому что у нас 55% женщин, 60% победительниц было именно женщины, Владимир Владимирович. До этого только мужчины превалировали. А если русская женщина поверила во что-то, то точно мы на правильном пути. Да, и мы сегодня также выдали ребятам грант по 1 миллиону рублей. Они сегодня определяются с местами образовательными, где будут учиться. Часть мы приглашаем к себе в управленческую команду региона и будем вместе с ребятами работать. И третий момент, значит, если позволите, как губернатор, все-таки не могу не воспользоваться возможностью что-нибудь попросить у руководителя. Недавно, вы знаете, что Омск – это все-таки старейший город сибирский, город-миллионник. У нас в вузах обучаются студенты со всей Сибири, 9 федеральных вузов, и мы 3-й по количеству студентов иностранных в России, после Москвы и Петербурга. У нас около 10 тысяч студентов, понятно, в основном это представители Казахстана, но иностранцы для нас считаются. Вузовское образование у нас сильное, то же самое хотим сделать и в школьном образовании, чтобы и сибиряки, и представители, и дети из Казахстана, и родители с удовольствием стремились деток отправить в Омск учиться. Вы недавно в послании сказали о 12 школах лидерских, флагманских. Мы эту историю очень за нее зацепились, вызвала на самом деле бурю эмоций в образовательной среде в нашем регионе. И с Кравцовым, с министром Сергеем Сергеевичем согласовали позицию. Он поддерживает категорически, мы уже земельные участки подобрали. Поэтому если вы такое поручение дадите, чтобы Омск попал в один из 12 пилотных регионов, мы с удовольствием это поручение ваше исполним. Конечно, спасибо. Согласен, для Сибири важно. Как вам работается в Омске? Владимир Ильич, я же сам сибиряк. После того, как родился на Украине в советское время, родители переехали в Новый Уренгой, поэтому вырос на Ямале, учились, кстати, с Дмитрием Андреевичем в одной школе в городе Новый Уренгой. Поэтому мне Сибирь хорошо знакома и считаю, что адаптировался.
Самое главное, что ментальность сибиряков, она мне знакома, понятно. Я там какое-то время отсутствовал, на протяжении 10 лет, но назад в Сибирь вернулся. По сравнению с Донецком-то как живется-то? Разные вызовы, Владимир Владимирович. Там все-таки вся страна помогала. Здесь, честно, сильно никто не помогает, поэтому надо на себя больше рассчитывать. Здесь вся опора на сибирский характер. И на ваш опыт. Он у вас такой уже солидный. Спасибо. А что касается школ, ну, поддержим обязательно. Спасибо. Успехов вам. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Участник первого сезона «Лидеров России». И как человек, который прошел все этапы отбора, твердо верю в конкурс. Готовился когда ко встрече, посмотрел за эти 5 сезонов, уже 30 назначений в регионе. Это участники конкурса. Это первые руководители органов власти, муниципалитетов, их заместители. То есть у нас такое уже сильное сообщество и видны настоящие результаты. Что характерно, вот недавно встречался с ребятами, финалистами 5-го сезона. Вот Слава с «Газпромнефти» тоже виделись с ним там. Часто задаю ребятам вопрос: вы готовы ехать на крайний север? И знаете, порой, когда такой вопрос задаешь людям в других местах, часто слышишь ответ «нет», может быть, где-то предрассудки, некомфортная жизнь, не готовы. Вот все, с кем я не встречался, лидеры России, говорят, Приезжайте готовы. к нам на Колыму. Нет, лучше вы к нам. Ну, видимо, оно еще живет. Но на самом деле уже все гораздо лучше. И все ребята, с кем встречался, говорили, мы готовы. И мне кажется, для страны, учитывая наши задачи по развитию арктической зоны, по развитию Дальнего Востока, то, что конкурс позволяет находить ребят, готовых на это большой ресурс развития для всех нас. А вообще Ямал всегда так развивался. Он всегда развивался лидерами. Еще совсем недавно не было ничего. Голая тундра, а сегодня, спустя десятилетия, создан самый мощный в мире газодобывающий, нефтегазодобывающий комплекс, построенный с нуля города. Здесь хочу, Владимир Владимирович, вас отдельно поблагодарить. Мы по вашему указу готовимся к большим юбилеям. У нас следующий год, 2025, 50 лет новому Уренгою. Газовая столица России, я всегда говорю, газовая столица мира. Нигде в мире ничего подобного нет. Сегодня добыча свыше 500 миллиардов кубометров газа в год. И можем, конечно, еще больше. То есть такого нет нигде. Это создано лидерами, настоящими героями. Кстати говоря, в том числе, можно сказать, время героев было и в то время. Фронтовики наши, участники Великой Отечественной войны, они были впереди в геологических партиях, тех, кто вот в 60-е годы высадился, и уже в гражданской жизни тоже добились огромных побед. Поэтому действительно место таких пассионарных людей, которые со всех уголков огромной великой страны приехали и создали такой мощнейший комплекс. Сегодня это залог нашей энергобезопасности всей страны. И, пользуясь тоже возможностью, вас искренне приглашаю в следующем году, в наш юбилейный год, посетить. Мы сейчас большую программу развития ведем с вашей поддержкой. И действительно город меняется, округ меняется. Знаете, подводили итоги прошлого года, мы в 5-ке по рождаемости в стране. Впереди. Тут сказал. Я все ждал, пока он закончит, чтобы сказать это. Ну, мы этим очень гордимся, Владимир, мы этим очень гордимся, представляете? Впереди регионы с глубокими традициями: Чеченская республика, Тыва, Ингушетия, Дагестан и арктический. Чеченцев надо брать пример в этом плане. Они молодцы, но в этой 5-ке арктический северный Ямал. Казалось бы, не совсем комфортно, а в 5-ке. Значит, люди чувствуют себя уверенно, даже в таких условиях, уверенно смотрят в будущее. У нас, посмотрели тоже, каждая 4-я семья многодетная. Количество многодетных семей выросло в 3 раза за 10 лет. Это уверенность завтрашнего дня и в решении тех задач, которые стоят перед регионом. Город развивается, да, хорошо. Молодой, энергично, вот с Виталием мы там выросли вместе. Такой действительно, это, знаете, как котел самых пассионарных людей большой страны. Они приехали на разные вызовы, но вот теперь уже поколение, династии формируются, 2-е поколение, 3-е, которые действительно такой очень сильный производственный кулак нашей страны. Средний уровень доходов или заработной платы у вас какой сейчас? Мы традиционно лидируем. Ну, понятно. Да. Я поэтому Средняя зарплата по региону по прошлому году 143 тысячи. Вот мы на 2-м месте в стране выступаем. Успехов. Спасибо.
Дмитрий Андреевич сказал про то, как лидеры России везде проявляются, готовы ехать. На самом деле, действительно, от Калининграда до Камчатки везде можно встретить наших выпускников. И такой пароль традиционный приветствие, что «Привет, я из лидеров России», ответ обычно звучит там, «Привет, чем помочь?». Но вот у нас сегодня с нами Евгений Григорьев, тоже, кстати говоря, не сразу победил, непростой был путь к победе, а сейчас мэр Якутска. Евгений. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый вечер. Да, действительно, для меня решение принять участие в конкурсе «Лидеры России» стало одним из самых правильных решений в моей жизни. Благодаря лидерам России я нашел любимое дело, хобби и осуществил мечту детства. Про любимое дело. Значит, я до лидеров России работал только в коммерческих структурах. И вот, для меня конкурс 2 года длился, и за это время я постоянно получал отчеты, рекомендации, какую-то литературу прочитать. И в результате, к окончанию 2 лет, я принял решение попробовать себя в публичной сфере. После победы в конкурсе жизнь круто поменялась. Попал в поле зрения руководства республики, города. И в 2019 году был приглашен на должность заместителя мэра города Якутска. В 2021 году уже избрался, победил на выборах и работаю по сей день, занимаюсь любимым делом. Про хобби. Как победитель попал в клуб «Эльбрус» и был приглашен на ежегодное восхождение на гору Эльбрус. Признаться, до этого я даже ни разу в жизни не думал об этом. Поэтому что-то новое пошли. Нам удалось забраться на Эльбрус. Эльбрус нас спустил, а больше того мы нашли на вершине парня. Спустили его, то есть спасли человеку жизнь. Поэтому это незабываемое ощущение на всю жизнь. В детстве я каждое лето родители меня отправляли к бабушке в деревню. Это маленькая глухая деревня. И как в любой маленькой глухой деревне там были амбары. И в амбаре были старые советские журналы. И вот я по вечерам смотрел в этом амбаре журналы, и была статья с очень красивыми зданиями в Москве. Я мечтал, находясь в этом амбаре, круто было бы оказаться в этом здании. Так вот, благодаря лидерам России я не то что оказался, я отучился в этом здании, в Московском госуниверситете. Вот. Владимир Владимирович, разрешите вас поблагодарить за ваше огромное внимание Дальнему Востоку, развитию и Якутска в частности. Вот вы утвердили мастер-план нашего города развития. И сегодня для нас, для жителей города Якутска, нас почти 400 тысяч уже. Это главная объединяющая идея. Причем население от мала до великого. Вот когда наши якутские детишки узнают, что в их городе будет построен аквапарк, это буря эмоций, радость. Словами трудно это передать, но ради этого стоит работать. И вот наш мастер-план должен быть реализован до 2030 года. Это важнейшие для нас проекты. Мостовой переход через Лену, ликвидация всего ветхого аварийного жилья, еще десятки проектов, которые вы утвердили. И тогда, к 2032 году, мы наш 400-летний юбилей самого старого города на Дальнем Востоке встретим как преображенным, совершенно иным, и мы будем мировым эталоном качества городской жизни в северных городах. Спасибо вам за то, что я имею сегодня возможность быть приобщенной к этой работе. И спасибо вам за конкурс, Владимир Владимирович, и спасибо вам за нашу сильную Родину. Спасибо. Да, мы, как и договорились, я в ближайшее время к вам обязательно приеду. С нетерпением ждем. По-моему, где-то завтра, послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте. Вот по тому плану, о котором вы сейчас сказали, о плану развития республики. Мы с ним обсудим, наметим вот эти основные точки, и я в ближайшие несколько дней, в ближайшее время я у вас буду. Спасибо, очень сильно ждем. Есть. Спасибо. Вам по сравнению с прежней вашей жизнью в бизнесе, что здесь больше нравится в сфере публичной политики и вот конкретного дела, которым вы занимаетесь? Да, потому что там мелочей-то таких вот тяжелых очень много на самом деле. В этом-то и суть, что жизнь стала сама интереснее. Спектр вопросов, которые решаются, и время такое интересное сейчас. Я рад участвовать. Вот действительно, если ты занимаешься любимым делом, а любимое дело может быть только если ты его считаешь великим, стоящим. Вот дело развития города Якутска, дело развития Дальнего Востока и всей нашей России я действительно считаю величайшим. Поэтому счастлив заниматься этой работой. 400 тысяч – большой город. Уже да. Вот с 2000 года мы выросли почти на 200 тысяч человек. И
Ну, в 3 раза почти что, да? И вот в начале 2000-х план строительства моста казался, ну, как бы не очень рациональным, поскольку тупиковое значит, движение транспорта, но сейчас туда и в обратную сторону, туда дальше, на север, на восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает. Благодаря вам, Владимир Владимирович. Ну, благодаря тем, кто живет в Якутии, потому что и тем, кто там работает, потому что ситуация меняется. И в городе количество людей растет существенным образом. И возможность развития туда дальше транспортной инфраструктуры возникает. Она возникла, поэтому обязательно будем это делать. Спасибо. Мы самый быстро растущий город на Дальнем Востоке. Да-да, я знаю. Спасибо вам, Владимир Владимирович. Вам спасибо. Это же ваш результат. До встречи. Спасибо. 12 выпускников конкурса работают заместителями губернаторов. Вот с нами сегодня несколько человек. Мария, литовка в Севастополе уже 5 лет, замгубернатора, влюблена в Севастополь. Каждый раз, когда встречаемся, рассказывает о том, что удалось достигнуть, какие еще планы, с таким задором и увлечением, что прямо радостно становится. Игнат Петухов. Игнат был, не знаю, ну сейчас уже нет, а был, наверное, самым молодым заместителем губернатора в нашей стране после победы как раз в конкурсе «Лидеры России». И Игнат собрал большую команду тоже из выпускников конкурса. Сергей Жестянников. Сергей, заместитель губернатора Вологодской области, начинал свою карьеру в правоохранительных органах. После конкурса поучаствовал в нашей школе губернаторов президентской академии. Вот сейчас занимает такую серьезную позицию. И у нас 6 заместителей федеральных министров. И я хотел передать слово Павлу Сорокину. Знаю, что с Павлом вы часто на совещаниях встречаетесь. Павел отвечает за серьезные проекты в сфере энергетики. Павел, пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, Павел Сорокин, 38 лет, первый заместитель министра энергетики. Ну вот, как многие рассказывали, 6,5 лет назад принял решение в конкурсе поучаствовать, в интернете увидел рекламу и увидел возможность с наставниками пообщаться. И это действительно очень такой важный элемент профессионального роста, ну и вообще личностного развития. И ровно 6 лет и 1 месяц назад здесь, в соседнем кабинете, как раз состоялась встреча с вами первая, после победы в первом сезоне. И после чего произошло назначение. И вот оно, если честно, полностью поменяло взгляды на жизнь, потому что уже 6 лет прошло, уже можно понять, как это повлияло. Здесь сфера осталась та же, нефтегаз, ТЭК, но сначала там под руководством Александра Валентиновича Новака, потом и Шульгинова Николая Григорьевича курировал такие проекты знаковые, которые дают понимание, вот, насколько масштабная жизнь вокруг и насколько большая ответственность, самое главное, за то, что ты делаешь. Это ОПЕК+, в первую очередь, 30 триллионов рублей в бюджет принесло страны с того момента, когда началось это взаимодействие. Это примерно 2/3 всех социальных трат за этот период бюджета. То есть, действительно, стране это дало очень большие средства. Это социальная газификация. После вашего поручения мы полностью изменили систему в данном направлении. Во-первых, сделали бесплатным доведение газа до участка, полностью поменяли нормативку, чтобы это сделать возможным, поменяли процесс для гражданина, и с «Газпромом» вместе нашли бюджет, чтобы это реализовать, что немаловажно. И вот потом Михаил Владимирович, он лично там курировал данный процесс, дал поручение создать систему управления отдельную, и на базе координационного центра уникальную создали систему, где мы сейчас в ежедневном режиме видим по всем регионам, вплоть от заявки там, до обратной связи от каждого гражданина, который хочет ее подать, что нам помогает выявлять слабые места и быстро на них реагировать. Даже рейтинг регионов делаем, ну не просто рейтинг, там, который статичным остается, а каждые там, 2-3-4 месяца меняем показатели в зависимости от цели, которая у нас перед нами стоит. Сначала там количество заявок, количество исполнения. И сейчас уже больше 900 тысяч домовладений трубу получили до участка, 1 100 000 имеют возможность техническую подключиться. Ну и теперь после послания, как вы поручили, включаем СНТ в периметр социальной газификации, те, которые находятся в пределах газифицированных населенных пунктов. Еще очень важное направление, над которым тоже повезло работать, которое курировали вместе с Минфином, это полностью изменили систему стимулирования модернизации нефтепереработки и создания нефтехимических мощностей. И вот благодаря этому уже больше 1 триллиона рублей проектов по модернизации НПЗ запущено там, до 28-29 года. Рассчитываем, что нам это большой прирост по бензину даст, ну и вообще по выходу светлых там, до 67-68%, 62% дойдем. И более 3 триллионов в нефтехимии. Сможем занять 6-7% мирового рынка с текущих 2 с небольшим. То есть в целом очень много интересных вызовов, которые за эти годы предстояло
над которыми работали и работаем, там и нивелирование попадания хлорорганики в наши нефтяные потоки в 2019 году, когда большой очень был такой момент. Это и отвязывание цен внутреннего рынка на нефтепродукты от мировых цен. Это, естественно, развитие СПГ, что сейчас одно из таких приоритетных направлений и залог сохранения нашего как бы уверенного присутствия на мировом энергетическом рынке. Снабжение новых регионов топливом – это тоже очень такая большая важная задача. Ну и, безусловно, технологический суверенитет в ТЭК, потому что ТЭК обеспечивает больше 1/5 инвестиций в стране, и поэтому он выступает локомотивом для кучи других, большого количества других отраслей, с якорным заказчиком. Вот, поэтому основная вещь, которая сейчас в фокусе, естественно, это адаптация к новым реалиям мировым. И это касается не только интеграции в новый мир, но и борьбы с незаконными санкциями, то есть жизнь с ними. Не буду говорить борьбы, но именно жизнь с ними. И здесь у нас на самом деле шанс есть мир поменять, потому что энергетическая отрасль очень большую роль везде играет, не только у нас. Но миру сейчас нужна альтернативная система взаимоотношений, чтобы эконом-операторы все могли выбирать, с кем, как и когда общаться. А для этого нужна финансовая система независимая и обеспечивающая ее функции. Я говорю и про юридическое обеспечение, и суды международные. И всем будет лучше от этого, даже Западу. Они просто это признавать не хотят пока, но им тоже будет от этого лучше, чем неконтролируемый коллапс того, что сейчас есть порядка. Вот, поэтому фактически реализовалось вот благодаря конкурсу то, чего я давно хотел, это быть на госслужбе там, в том положении, где можно приносить какую-то пользу от своей деятельности. И очень конкурс помог в том, что я не оказался с этими вызовами один на один. Потому что система наставничества – это когда ты можешь обратиться к старшим товарищам, у которых уже опыт есть колоссальный, и действительно этот совет получить. И вот за протяжении этих 6 лет это было очень ярко выражено. Но и самое главное, что еще кадровый потенциал, потому что через конкурсы и через всю платформу России страна возможностей очень много талантливых, амбициозных ребят проходит, позволяет формировать команду эффективнее. У нас, например, в министерстве 3 выпускника «Лидеров России» на крупных должностях находятся, и руководитель Центра компетенции технологического развития в Подведе тоже финалист первого сезона, победитель первого сезона, там Олег Жданеев. Поэтому здесь могу, скажем так, сказать, что благодаря конкурсу прошел увлекательный, достаточно интересный такой путь от работы в крупнейшем инвестиционном банке до госслужбы, до попадания в американские санкции. Даже про нашу работу мы не вписали в Wall Street Journal это, что как вы посмели использовать в таком духе, что западный опыт против нас самих. Поэтому уникальные возможности, если хотите ими пользоваться и делать чего-то полезное. Поэтому только вера укрепилась в то, что идем правильной дорогой, хотя она, конечно, и совсем нелегкая, но правильная. Поэтому спасибо большое, что здесь запустили этот проект и такие возможности создали. Вы упомянули, то есть вы прошлись по очень большому количеству очень важных направлений в работе российской энергетики, министерства. Вот ОПЕК+ действительно помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доход бюджета, но все-таки добыча-то сокращается у нас. Да, добыча сокращается, но здесь что очень важно? Здесь же важно, сколько с одной единицы произведенного товара зарабатывается и какую гибкость мы потом имеем. Поэтому наша задача, на самом деле, на среднесрочный и долгосрочный период – это эту гибкость иметь, чтобы у нас был по потенциалу по добыче. А тут надо понимать, что и Дима в регионе работает, хорошо понимает, месторождения истощаются. И та рента, которую мы можем с этого получить, она будет уменьшаться. Но это не так плохо, как звучит, потому что, как я уже сказал, нефтегаз это обеспечивает крупнейшие инвестиции в стране. То есть если рента уходит, значит она меняется на инвестиции. А это заказ для отечественной промышленности, когда мы сейчас оказались сами с собой и должны это все создавать. Это как раз та отрасль, которая на 10-15 лет вперед может дать якорный заказ в гигантской сфере. И IT, мы один из крупнейших заказчиков как отрасль, и, соответственно, производителем железа. Поэтому наша задача здесь обеспечивать достаточный уровень на рынке для воспроизводства запасов, чтобы доходность была нормальная, и эти деньги, чтобы работали в стране, в России. И вот сейчас сделкой это удается сделать. В принципе, такой же логике следуют и все остальные страны, которые с нами лидерами процесса являются. Правильно. На добытый баррель мы зарабатываем больше, чем если бы цены упали. Но поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять те инвестиции, о которых вы говорите. Здесь надо исходить из того, уже звучало
в одной из речей там про возобновляемую энергетику и прочее, что многие исходят из того, что спрос... Нет, это не возобновляемая энергетика. Да, я согласен, просто что есть пик спроса, но пик спроса по всем прогнозам, ну и по здравому смыслу, как бы он не наступит в течение следующих 10-15 лет. То есть спрос будет расти. А если посмотреть на профиль добычи тех же самых Соединенных Штатов и других стран, то надо понимать, что у них немножко другая специфика месторождений. Там сланцевая нефть, и последние 3 года тот бум добычи, который мы видим, он происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до ковида, но не запустили. То есть у них обычный уровень был 4000 таких скважин незадействованных. Сейчас, а потом он вырос до 8-9, сейчас опять упал до 4. То есть самые продуктивные скважины 3 года вводились. А сейчас начался бум слияний и поглощений, потому что расти уже тяжело, и инвесторы требуют доходности. Ну вот, а если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали, тогда и сланцевая добыча в Штатах бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи. Здесь Да, тоже... и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли бы инвестиции. А они нет. Это просто, ну, сейчас мы закончим. Дискуссия, да, это просто очень долго можно дискутировать. Это просто я ему излагаю альтернативную точку зрения. Он понимает, о чем я говорю. Понимаю, конечно. Я-то поддерживаю то, что вот коллега рассказывает. Иначе у нас не было бы сотрудничества в рамках ОПЕК+. Он это знает. Но вот альтернативная точка зрения такая. Безусловно. Готовы отдельно доложить, если будет нужно. Ладно, хорошо. Это мы поговорим. А вот что касается газификации. Вот я говорил в послании об этом, о том, что нам нужно распространить ее на садоводческие товарищества. Справимся с этой работой? В тех параметрах, которые вы обозначили, в пределах газифицированных населенных пунктов, да, уже и нормативку готовим, и провели ряд совещаний у Новака, и отдельно, и с «Газпромом». Будем сейчас распространять действующие правила на них. Там есть нюансы с точки зрения в юридической плоскости, с точки зрения собственности на землю, на коммуникации, но это решаемо. Будем. Не затягивайте, побыстрее надо это делать, конечно. Вот. И вы говорили о том, что необходимо в какие-то моменты отстегивать цены на нефтепродукты внутри страны и на мировых рынках. Это мы в состоянии сделать? Мы, в принципе, последние 5-6 лет, когда запустили новую систему как раз нового стимулирования тоже с демпфером, когда у нас часть сверхдоходов из добычи, когда уходит цена вверх, перераспределяется на стимулирование нефтепереработки, но только той, которая на внутренний рынок идет. Мы это сделали. Бывают, естественно, моменты отдельные, когда перекосы случаются, потому что либо очень много начинает выезжать серыми путями на внешний рынок, когда очень большая разница между внутренней ценой, которую мы оторвали, и внешней, и люди едут просто в серую на экспорт. Но такие моменты отлавливаем. Вот сейчас уже достаточно хорошо выстроена система, именно чтобы перенаправлять потоки и разокрывать там эти дырки, где они возникают. Поэтому сейчас у нас цена на внутреннем рынке примерно процентов на 20-25 ниже, чем на внешнем. И это позволяет в пределах инфляции для граждан удерживать на заправках. Вам спасибо большое. В целом все получается. Спасибо. Надеюсь, что и дальше будете работать с такой же отдачей. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас есть и молодые политики. Отдельный трек конкурса был посвящен именно этому направлению, лидер России и политика. И одним из победителей стал Артем Метелев, который возглавляет волонтерское движение в нашей стране. Ну, а сейчас еще и стал не просто депутатом Государственной Думы, но и председателем Комитета по молодежной политике. Артем. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь тем, что помогаю людям раскрывать себя через помощь другим, развиваю, как Алексей сказал, волонтерское движение, гражданский активизм в стране. Я начал еще со школы, вот сейчас я уже путаю, 7-й это был класс или 8-й, но, в общем, с того года, а потом понял, что это моя миссия. Делать Россию сильной страной, вдохновляя людей на свершение. У нас свои общие цели. Приятно это слышать. В ходе работы приходилось взаимодействовать часто с органами власти и отстаивать идеи, защищать права. И следуя принципу, если не ты занимаешься политикой, то политика займется тобой, я пошел на профильный конкурс лидеров России и победил в нем. Знания, которые, как уже все тут говорили, действительно очень пригодились, но гораздо ценнее это та самая дружба, которую вы сказали в начале. Я почитал, что больше, чем с половиной из тех, с кем я учился на потоке, у нас есть совместные проекты. Либо законы мы вместе продвигали, либо общественные инициативы. Это бесценно, за это огромное спасибо вам, платформе и самому конкурсу.
Вы 3 года назад встречались с нами, с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», кто боролся с пандемией, и тогда поддержали идею нашей реализации политики, участия представителей движения на выборах. Мы на ваш призыв откликнулись, не пожалели. 18 человек стали депутатами Госдумы, так же, как я. Еще столько же прошли в законодательное собрание. Нас поддержала партия «Единая Россия», доверила возглавлять мне комитет по молодежной политике. Здесь тоже им, коллегам по партии, вам еще раз спасибо. Прошло 2,5 года. Экватор. Что удалось за этот год? У нас комитет новый. Начинали с нуля. По сути, было 3 закона в портфеле. Сейчас их уже 40. Почти достроили законодательный каркас отрасли. Главное, что в Думу пришел голос молодежи. Снимаем барьеры, вот как нам кажется, где они не нужны для молодых людей в том числе. Создаем возможности для реализации ребят. Активно развиваем движение первых. Не могу не сказать, Владимир Владимирович, что организацию, которую я представляю, Ассоциацию волонтерских центров, в этом году юбилей, 10 лет. Вы ее создавали как наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи, помните? И если оглянуться назад, тот путь, который мы прошли, получилось очень много. У нас доверие к добровольцам абсолютное сегодня. Участвует почти каждый 3-й россиянин. Начинали мы с 3%. Русское слово «добро» стало известно в мире уже во многих странах. Мы продвигаем платформу добро.ком. У нас даже подсчитан официальный вклад в ВВП в России больше 500 миллиардов рублей в год. Это вклад в волонтерское движение. И вместе с правительством, с Росмолодежью, многими институтами, благодаря вашей поддержке, нам удалось построить самую, на наш взгляд, одну из самых мощных систем поддержки волонтерского движения в мире в целом. Крепкое сообщество. Все это сегодня работает на фронт. Наши ребята с семьями военнослужащих, наши бабушки, серебряные добровольцы и медики в госпиталях с ранеными. Мы каждые 2 дня отправляем гуманитарные миссии. Мы вместе на Донбасс. Вот Александр Родионов как раз в одной из них тоже участвовал как психолог. И в завершение, Владимир Владимирович, кажется, что с сохранением задачи по наследию мы справились. Хочется пойти дальше, принести большую пользу стране, чтобы не только волонтерство стало нормой жизни, но и наставничество, раскрыть потенциал некоммерческого сектора в целом. У нас замечательная молодежь, замечательные люди в целом. И видим своей миссией как можно больше их число вовлечь в процесс развития строительства своей страны. У нас в этом году юбилей, мы планируем обновить организацию, новую стратегию принять, прорабатываем новые направления. И были бы вам признательны, если наши предложения вошли бы в новый национальный проект «Молодежь России», который вы объявили в послании. В целом, ваша поддержка для нас очень важна. Спасибо большое. Надо, знаете, нужно только совмещать вот основные параметры «Молодежь России» и «Семья». Надо делать вот это, чтобы эти 2 проекта чувствовали друг друга и развивались бы параллельно во взаимодействии друг с другом. Вот, извините, пожалуйста, и еще, вот вы сказали, что мы справились уже с сохранением наших ценностей, там, ну, имеется в виду традиции, видимо, и так далее. Но это нужно поддерживать всегда. Это как в спорте. Стоит только прекратить тренировки, несмотря на свои достижения, сразу полетишь вниз. Надо заниматься этим всегда. И для вас, вот для человека, который возглавляет комитет в Госдуме, это, в общем, такая серьезная позиция. Это чрезвычайно важно. Я вот попросил бы и вас иметь это в виду, и всех коллег настраивать именно на такую работу. Спасибо большое. Мы в год семьи во всех конкурсах «Россия – страна возможностей» стараемся свой трек добавлять, как раз семейные социальные проекты, семейная благотворительность и вообще везде формат того, чтобы у нас участвовали ребята не одни, а приглашали своих либо детей, либо родителей, братьев, сестер, жен и так далее. Поэтому абсолютно с вами согласен. Будем дальше работать. Спасибо. Спасибо вам. Вам тоже успехов, удачи. Сегодня уже вспоминали Константина Михайлика. Он сейчас работает заместителем министра строительства. Оказывается, выступал вместе во время конкурса перед школьниками. А я хотел отдельно сказать Константину большое спасибо за то, что, вот, мне кажется, во всех наших проектах находит время помогать, участвовать, поддерживать, выступает уже не только перед детьми, но и перед взрослыми состоявшимися людьми, в том числе в школе губернаторов. А слово хотел передать Михаилу Попову, еще одному участнику нашего конкурса. И Михаил после «Лидеров России» занял должность заместителя главы Росимущества. Михаил. Уважаемый Владимир Владимирович, для меня конкурс был важной вехой в жизни. Вот, на самом деле разделилось на до и после.
Я до конкурса был востребованным корпоративным юристом, большие проекты, крупные сделки. В общем, все хорошо. А где работали? В какой компании? В разных компаниях, в строительных компаниях, ну, например, сделка в отношении башни, где сейчас 3 министерства, в СИТИСе, это моя сделка, я ее делал в свое время. Большие проекты, ну, Платон, например. Но не хватало смысла. После победы в конкурсе была школа губернаторов и госслужба. На выпуске школы губернаторов в августе 2020-го вы мне сказали, что Росимущество – это очень сложная, важная работа. Как под лупой видны и проблемы, и возможности. И сказали, что от моего отношения к делу будет очень многое зависеть в стране. Я вас тогда очень хорошо услышал и глубоко осознал уже позже в процессе практической работы. Что Росимущество сегодня – это и возможности, и повышение доходов бюджета, и неуклонное повышение качества управления, в том числе корпоративного управления. Ну и защита интересов государства – это часть того блока, за который я отвечаю. Более 50 тысяч судебных процессов в год, с каждым из которых мы очень внимательно и скрупулезно работаем. Госслужба дала новый смысл. И мне сегодня понятно, что тот масштаб вызовов, тот уровень ответственности и то ощущение от сделанного дела, как на госслужбе, в частном бизнесе мне уже не найти. И каждому из нас, я уверен, ребята меня поддержат, хочется сделать что-то большое и важное для страны. Я об этом много думал и понял, что нужно, как вы когда-то сказали, мотыжить свой участок ежедневно, и тогда будет успех. Как делал святой Франциск. Именно так, Владимир Владимирович. Спасибо вам большое за всю эту систему кадровых конкурсов, которые позволяют не только поменять жизнь, а для меня это было точкой входа и точкой осознания, потому что служба дала мне смысл служения. Я сегодня с гордостью смотрю в глаза своим детям и надеюсь, что даю им возможность собой гордиться. Но и за то, что в рамках конкурсов и в рамках учебы в школе губернаторов нашел новых товарищей, единомышленников, которые смотрят на жизнь так же, как и я. Спасибо вам большое. Низкий поклон. Да, это вот, знаете, очень приятно слышать то, что вы сейчас сказали. Работая в приличных корпорациях там, и занимаясь важным делом, вы нашли себя на госслужбе. Это, ну, здесь много подготовленных людей, многие понимают, что это такое. Но, с другой стороны, не все въезжают, потому что, ну, занимаются своим делом просто люди, и все. А вот Росимущество – это структура, которая требует действительно профессионалов самого высокого класса и уровня. Там очень много специальных вопросов. И нужно в этом просто по-простому это сказать, по-простому. Надо в этом разбираться. Просто так давать указания невозможно. Нужно быть профессионалом самого высокого качества. И в целом ведомство у вас, ну, в том числе и благодаря вашим усилиям, отвечает этим высоким требованиям. Так что вам спасибо большое и всего самого доброго, успехов. Спасибо большое, Владимир. Дмитрий Расчетов, потомственный врач из Чувашии, переехал в Москву, недавно возглавил, относительно недавно, Центр микрохирургии глаза имени академика Федорова, оперирующий офтальмохирург. А Лилия Кирьянова у нас переехала по приглашению наставника конкурса из Томска в Сириус, возглавил научно-технологический университет, где вы недавно как раз были в рамках фестиваля, Всемирного фестиваля молодежи. Лилия, можно слово попросить? Научно-технологический университет Сириус создавался по вашему поручению, поэтому это огромная честь и ответственность вместе с нашими ведущими учеными и преподавателями заниматься в развитии. Но родилась я и выросла в Сибири, как и многие здесь, в студенческом городе Томске. До конкурса была проректором по стратегии и внешним связям Томского политехнического университета, руководила консорциумом томских вузов и научных организаций, ну и сама всегда занималась и преподаванием, и наукой. Моим наставником на конкурсе, и сейчас уже вне конкурса, стала Елена Владимировна Шмелева. И она, конечно, своей энергией, погружение в те задачи, которые вы ставите перед Сириусом, просто заразило меня Сириусом. 2,5 года назад мы с семьей переехали на федеральную территорию. Сначала я была проректором, и вот уже 1,5 года возглавляю университет Сириус по решению научно-технологического совета фонда «Талант и успех».
Для меня, как человека, который занимался развитием образования и науки в Сибири, в регионах, я думаю, и губернаторы здесь поддержат, очень важно, что Сириус не конкурирует за таланты с регионами или другими университетами. Мы, наоборот, помогаем развивать эти таланты и удерживать их в регионах через реализацию совместных образовательных программ и совместных научных проектов. Вы в своем послании говорили, что нужно обеспечивать связку разных уровней образования, чтобы они работали в единой логике. Вот такую единую логику профессионального образования мы стараемся развивать в Сириусе, объединяя на единых технологических платформах среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Вы были у нас в центре «Прорыв» в ноябре. Это как раз пример такой технологической площадки, где одновременно обучаются и специалисты высшего образования, и среднего профессиональные специалисты компаний. Более того, в этом году мы запускаем вместе с президентским лицеем первую интегрированную программу среднего общего и высшего образования для талантливых ребят после 9 класса. Мы молодой технологический университет, но наши ведущие ученые уже делают и открытие фундаментальной науки в области генетики, например. Мы вышли в прикладной науке на испытание новых лекарственных препаратов, новых биоматериалов, цифровых моделей. Работаем активно вместе с нашими компаниями в ИНТЦ «Сириус» над созданием и обновлением российской приборной базы. Самое главное, что «Сириус» и как федеральная территория, и образовательный центр, и университет являются одновременно и равноудаленной, и равнодоступной площадкой для реализации совершенно разных инициатив в области образования, науки, технологий в России. Но теперь не только в России. Несколько дней назад федеральная территория принимала Всемирный фестиваль молодежи. 20 тысяч участников из 190 стран мира. Это колоссальное удовольствие видеть восторг и восхищение в глазах иностранных участников нашей страны. Самыми популярными площадками на фестивале стали библиотека университета, образовательные и технологические площадки российских университетов и технологических компаний. На одной сессии проводили опрос. Что вы считаете самыми эффективными механизмами развития международного молодежного сотрудничества? Подавляющее большинство сказали совместные образовательные программы и наука. Вы часто говорите о том, что необходимо консолидировать усилия мирового сообщества вокруг глобальных больших вызовов. Кажется, что наука и образование как раз и должны стать той консолидирующей силой. А Сириус — той площадкой, которая готова принимать и развивать талантливых молодых ученых, инженеров, спортсменов, чтобы они вместе делали те проекты, которые будут отвечать на глобальные вызовы, которые перед нами стоят. Было очень приятно видеть и слышать, например, латиноамериканских участников, которые ходили по нашим эко-маршрутам в горы. Они, когда спустились с гор, говорят: вы знаете, у вашей страны есть самое главное, у вашей страны есть душа. И вы на этом фестивале эту душу открываете всему миру. Поэтому спасибо большое за такие возможности и для Сириуса, и для молодежи всей страны, молодежи всей страны и всего мира каждый день показывать о том, что Россия — это страна возможностей, возможностей для каждого жителя страны. А Сириус, мы надеемся, будет той территорией, которая сконцентрирует эти возможности для всех. Я сейчас не буду вдаваться в детали того, что такое Сириус, чем он занимается, чего он добился и чего еще должен сделать. У меня только к вам один вопрос. Что я могу еще для вас сделать? Владимир Владимирович, вы делаете самое главное для нас. Это не шутка, я серьезно говорю. Вы делаете самое главное для нас — это каждодневная поддержка. Наши молодые ученые часто бывают на встречах с вами, и ведущие ученые, и это поддержка и понимание того, что глава государства лично заинтересован в развитии науки и образования, это делает колоссальный вклад. Да, спасибо. Но тем не менее, вот ваши взаимоотношения с правительством, с Министерством науки и образования, с коллегами из других ведущих вузов страны, ваши вопросы, связанные с созданием благоприятных условий для профессорского преподавательского состава,
созданием новой системы подготовки кадров. Действительно, чем-то нужно помочь еще? Мы сейчас в Сириусе разрабатываем проект. Я говорила о том, что мы интегрируем среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. Мы разрабатываем новую модель среднего профессионального образования, которая позволит действительно создавать единые команды. Вы знаете, на одного инженера нужно 10 техников и еще больше квалифицированных слесарей. И если высококвалифицированные инженеры и техники будут работать на разных технологических платформах, то какой бы талантливый инженер ни был, ничего не получится. Мы разрабатываем такую новую модель среднего профессионального образования, готовы апробировать ее на федеральной территории и потом транслировать уже по всей стране. Третий раз спрашиваю, чем помочь? Нет, я серьезно говорю, правда. Вот у вас же сложный очень процесс. Я почему вот к вам пристал? Потому что знаю, что процесс-то сложный. Это становление нового университета, причем работающего, по сути, на новых принципах взаимодействия с коллегами и подготовки высококвалифицированных специалистов. Нужна какая-то помощь? Я отвечу тоже в том числе и за себя, и за своих коллег, когда мы привлекаем и молодых ученых, и ведущих сотрудников. В том числе важно обеспечить не только большую лабораторную базу, и сегодня мы с этим справляемся, благодаря вашей поддержке, но и очень важно дать им соответствующие социальные условия. Да. Это не только медицинская помощь, но и в том числе жилье. Чтобы и у наших сотрудников инновационных компаний, которые сейчас все больше и больше открываются на федеральной территории, и у молодых и ведущих ученых, которые приезжают в Сириус, была возможность жить в хороших условиях. И рядышком, недалеко от места работы. Да, и рядышком, недалеко от места работы, федеральная территория не такая большая, поэтому мы будем очень признательны, если нам удастся решить вопрос по жилому фонду, и по развитию социальной инфраструктуры. Да, и медицины. Наверное. И медицины. У нас есть проект университетской медицинской клиники. Мы сейчас с Минздравом работаем над проектом такого многофункционального центра. Мы надеемся, он получится, поскольку такой многофункциональный центр будет решать две задачи. Во-первых, конечно же, обеспечит качественной медицинской помощью жителей федеральной территории, но и обеспечит связку между наукой и прикладной медициной. Нужно только... нельзя, чтобы параллельно шла какая-то работа. Я знаю, у вас там есть планы строительства такой клиники, да, широкого профиля, но если вы говорите о медицинской, университетской клинике, то у нее должна быть специализация своя, именно связанная с наукой. Вот. Ну, в МГУ есть такое направление, можно посмотреть. Главное, чтобы не занимались одним и тем же. Конечно, нет. Да, вот это вот с Еленой Владимировной это обсуждали. Да, но для нас также важно, что те решения, которые есть в медицине, которые транслируются потом в прикладную медицину, они были доступны. Да. Ну, просто у нас там ФМБА собирается создавать, значит, вы собираетесь создавать, частная компания, то пусто, то густо. Но важно, чтобы все было по уму все сделано и распределено, чтобы каждый занимался какой-то своей нишей, а не одним и тем же. Ну, это отдельная тема. С Еленой Владимировной еще пообсуждайте это, пожалуйста. Да, но за инфраструктуру еще тоже будем очень признательны. Хотя нам досталась одна из лучших инфраструктур, это олимпийская инфраструктура. Тем не менее, вы правы, я понимаю это. Спасибо. Удачи. Владимир Владимирович, если разрешите, еще 3 коротких выступления. Заканчиваем потихонечку. Давайте, пожалуйста. Тогда вот прям коллег попрошу совсем коротко. У нас еще один руководитель университета, ректор, который вместе с семьей переехал из Иваново в Хабаровск, Юрий Марфин. Юрий, можно прям коротко? Да, действительно. Тренд города невест я поддержал в рамках своего переезда. Поговорить я бы, наверное, хотел про команду, потому что на Дальнем Востоке, где я сегодня работаю, не так много людей. И именно там остро чувствуется их ценность. Именно этому мы уделяем сегодня очень много внимания, поэтому в университете, который я возглавляю, сегодня работают уже 2 победителя, лидеров России, и несколько участников окружных финалов. Я вот очень хорошо помню, когда я только планировал переезд свой в Хабаровск, первый звонок, который я сделал, это моему коллеге, с которым познакомился в 4-м сезоне, Алдару Чернинову. Я ему
предложил переехать вместе со мной в такую же неизвестность, какая была передо мной. Он тогда взял на размышление сутки, чтобы посоветоваться. Через 2 часа позвонил и сказал, что он согласен. Вот мне кажется, вот эта готовность отвечать на вызовы – это отличительная черта лидеров России. Ну а на прошлогоднем ВЭФе вы сказали, что опережающее развитие дальневосточных регионов – это наш абсолютный приоритет на весь 21 век. И сегодня Хабаровский край – это кузница технологического суверенитета. Это именно то место, где хочется работать, где хочется жить, куда надо ехать, учиться обязательно. Ну а мы с командой университета сделаем все возможное, чтобы сделать образование Хабаровского края еще более качественным. Спасибо большое. У вас сколько сейчас обучающихся? У нас сейчас 14 тысяч студентов обучается. Прилично. Это и научным, и заочным отделением? Да, это совокупное количество. Из них 8 тысяч – это студенты очного отделения, и остальные – это заочники. А профессорско-преподавательского состава сколько? Общее количество сотрудников университета порядка 1500 человек. Из них 1000 человек – это люди, которые непосредственно задействованы в науке и преподавании. Значит, получается, преподаватель к студентам в каком соотношении? Ну, порядка 1 к 13. Нормально, да? А соответствует уровень заработной платы среднему по экономике на сколько процентов? Владимир Владимирович, мы очень четко исполняем ваше поручение о необходимости обеспечить 200%, и по прошлому году у нас уровень заработной платы научно-педагогических работников составил 207% по региону. Ну, супер. Здорово. Основные направления какие у вас, как вы считаете? Подготовки студентов? Ключевые, ну, мы один из действительно опорных университетов Хабаровского края, многопрофильный университет, но ввиду отраслевой специфики Хабаровского края, в первую очередь я бы выделил подготовку инженеров, в том числе инженеров для горнодобывающей отрасли. Мы, собственно, инженерную школу свою вокруг этого строим. Это подготовка специалистов в области... одна из 50 вот этих школ, да? Пока нет, Владимир Владимирович. Вы сами делаете? Да. А вы во второй поток как бы вписываетесь в следующие 50? Мы на это очень рассчитываем. Ну, вот собственно, подготовьте материалы необходимо вовремя просто их подавать. Спасибо большое. Вам успехов. Строительство – это наше второе направление. Оно становится тем более актуальным ввиду и крупных инфраструктурных проектов, которые сегодня реализуются на Дальнем Востоке, и наличие мастер-планов развития дальневосточных городов. Это все требует специалистов. Ну и третье – это гуманитарное направление, это подготовка педагогов. Это здорово. Будущее наше. Вам всего самого доброго, успехов. Спасибо большое. Ну, я, чтобы сэкономить время, сразу 2 участников следующих представлю. Антон Урусов и Влад Крейнин. Ребят, если можно, коротко. Владимир Владимирович, здесь Наталья уже прозвучала о том, что конкурс «Лидеры России», он меняет судьбы. Так произошло и со мной. Если позволите, начну с личной истории. Мы встречаемся с вами в год семьи, а недавно вы дали старт новому нацпроекту «Семья». А вот рождение моей семьи состоялось на конкурсе. Именно на «Лидерах России» 5 лет назад я встретил свою жену. Она талантливый врач, работает в Центре эндокринологии Ивана Ивановича Дедова, защищает докторскую диссертацию в этом месяце. А познакомились мы, когда на конкурсе вместе делали социальный проект по помощи онкобольным. И с того момента вместе. И знаете, вот главный приз на конкурсе я выиграл еще до его окончания. Но и последовали после конкурса у меня изменения и в карьере. На момент конкурса я 12 лет поработал в инвестиционном бизнесе, инвестировал в развитие технологий, в том числе в социально значимые проекты в медицине, в фарме. После победы в конкурсе моим наставником стал Кирилл Александрович Дмитриев. И по его приглашению в 2020 году я начал работу в Российском фонде прямых инвестиций. В прошлом году получил повышение, стал старшим вице-президентом, а вот сейчас идет обсуждение уже о новой ступени. И вот именно в РФПИ мне посчастливилось реализовать мои самые такие, как я говорю, значимые проекты в карьере. В 2020 году, когда началась пандемия ковид, РФПИ по вашему поручению стал заниматься продвижением российской вакцины против коронавируса «Спутник В» в мире. Я отвечал за трансфер технологий, организацию производства вакцин в ряде зарубежных стран, в первую очередь в Индии, в ряде других. И вот эта работа, она была огромным вызовом и для меня, и для команды, но для результата последовали, потому что «Спутник» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. И несмотря на такое
противостояния западной большой фармы, вы о нем знаете, был поставлен в более чем 70 стран с общим населением более 4 миллиардов человек. И вот, на мой взгляд, что очень важно, эта деятельность по продвижению вакцины, она объединила многие зарубежные страны вокруг России. Она вот показала, что наша страна способна создавать самые передовые технологии на высочайшем уровне в очень короткие сроки. И что вот мы можем быть центром притяжения для ряда стран в критических технологиях. И, если позволите, расскажу еще о проекте в области инвестиций. Я вот когда с друзьями разговариваю, часто объясняю, что инвестиции — это не про что-то далекое и непонятное. Инвестиции — это про качество жизни людей, про новые рабочие места, про внедрение новых технологий. И у РФПИ в инвестициях огромный опыт накоплен. Совместно с партнерами проинвестировано более 2,2 триллионов рублей в более чем 100 проектов. И вот сейчас, по вашему поручению, мы занимаемся привлечением средств наших внутренних инвесторов в значимые для страны проекты. Один из таких проектов — это вот недавно в Москве был открыт дублер Кутузовского проспекта, проспект Багратиона. Эта дорога, она улучшила транспортную доступность для 1,5 миллиона человек, сократила, простому говоря, время в движении. А реализован он был как раз вместе с внутренним инвестором, нашим крупнейшим пенсионным фондом, Газфондом. И вот мы привлекли в этот проект 5 международных суверенных фондов из, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Азии. Это вот как раз именно те направления, на которых мы сконцентрировались еще 10 лет назад, когда вы создавали фонд. И знаете, вот эта работа наша, она, можно сказать, получила такую международную оценку. В августе 2022 года я лично, как генеральный директор одной из госкомпаний, созданных для проекта, был включен в санкционный список США. Ну и в завершение хочу вот лично поблагодарить вас за поддержку конкурса и других инициатив, потому что они позволяют нашим талантливым людям раскрыться, найти свою самореализацию и свое счастье. А вот я его нашел как раз в РФПИ. Для меня это развивать наши технологии в качестве управленца. Спасибо вам огромное. Я вас поздравляю с одним, и с другим результатом. И желаем вам личного счастья, профессиональных успехов. РФП очень много делает. И несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых условиях, современных, на удивление, демонстрирует не просто выживаемость, а демонстрирует результаты работы, привлекая и такие инвестиции серьезные, организуя работу внутри страны по поиску привлекательных инвестпроектов в российской экономике. И главное, что все получается, несмотря на все сложности, еще раз повторяю, которые вам пытаются создать. И в значительной степени это, конечно, происходит благодаря профессионалам самого высокого ранга, которые Дмитрию Кириллу Александровичу удалось там собрать. В том числе таким, как вы, конечно. Так что вам спасибо большое за результаты, за вашу работу. Я имел удовольствие встречаться со многими вашими партнерами из самых разных стран мира, которые вам очень доверяют. Ну, я уже об этом говорил, наверное, многие знают об этом. Некоторые страны приняли решение автоматически инвестировать в те проекты, в которых инвестирует РФПИ, в российский проект. РФПИ входит туда, и те автоматом сразу вкладывают свои деньги. Это знак высокого качества вашей работы. Вам всего самого доброго. Спасибо. Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Влад Крейнин, я работаю в Сбере, отвечаю за маркетинг, коммуникации, старший вице-президент. Мне 35 лет, я родился в Санкт-Петербурге, учился в Санкт-Петербургском университете, непродолжительное время работал в Петербурге, потом переехал в Москву. В конкурсе я участвовал в 2020 году. Все очень похоже, очень похоже. А вы где? Все совпадения случайны. А в Питере где вы работали? Я работал в издательствах, в книжных издательствах, работал недолго в газете «Деловой Петербург». Я журналист по первому образованию, но с тех пор, в том числе и благодаря конкурсу «Лидер России», я получил еще несколько образований, в том числе и вот на кадровом резерве, где учился вместе с Виталием и с другими коллегами, в том числе из «Лидеров России». Мы в 2020 году с вами встречались, вы мне тогда сказали, что по глазам видите потенциал, и действительно, буквально через несколько недель стали происходить удивительные вещи. Сфера моей ответственности в Сбере значимо расширилась. Глаз алмаз. Да.
Спасибо вам большое, потому что я знаю, что эти истории не уникальны, они происходят со многими лидерами России, и ваше фокусное внимание и погружение в детали, и конкурсы, и биографии участников, это, конечно, многого стоит. Но вот за минувшие 4 года выросла не только сфера моей ответственности в Сбере, еще вырос и сам Сбер, прежде всего как технологическая, инновационная компания, лидер повестки искусственного интеллекта в стране. Во многом вы тоже помогаете нам это направление развивать. И один из вызовов, который сейчас передо мной стоит, это то, что вот мы недавно провели исследование, примерно 40% россиян пока опасаются технологий искусственного интеллекта, их не понимают, есть барьеры в использовании. Вот моя задача – помочь людям понять пользу технологий, возможности, которые эти технологии для них создают. Каким образом? Приведу несколько примеров. Нет, сначала ответьте на вопрос «Зачем?». Мне кажется, что искусственный интеллект помогает и совершенствовать бизнес-процессы. И в качестве второго мнения, например, для врачей, наша нейросеть GigaChat недавно сдала экзамен по медицинским специальностям. И, конечно же, не должна заменить врача, но быть таким помощником врача. И нет, а Сберу-то это зачем? Это сильно помогает нам развивать бизнес, в том числе зарабатывать прибыль. Мы очень много процессов оптимизировали с помощью искусственного интеллекта. Я, например, отвечаю за маркетинговую функцию. Это весь дизайн, коммуникация, реклама. Очень многое, что мы производим на технологиях искусственного интеллекта. И в том числе мы делаем сервисы для страны, для наших подрастающих поколений на базе этих технологий. Например, нейросеть Кандинский – это сеть для генерации изображения и видео, и в прошлом году мы стали самым быстрорастущим сервисом в мире, обогнав даже чат GPT. И вот, например, вы были на выставке «Россия» в павильоне номер 1, он называется «Россия – страна возможностей», и там есть шоу «Детские мечты». Оно создано полностью на базе наших технологий, искусственного интеллекта. И, на мой взгляд, это такая простая форма знакомства, первого знакомства ребенка с технологиями. Он может загадать свою мечту, сразу увидит ее визуализацию, начнет этим пользоваться, дальше попробует, например, через чат-бот воспользоваться этой технологией и будет ей уже пользоваться, в том числе для подготовки качественных работ в школе, потом в университете. Потом это ему в жизни тоже, я уверен, поможет. А второй пример, которым хочу поделиться, Воронежский художественный музей, у него была очень большая коллекция до Великой Отечественной войны русских художников. И в 1942 году она была полностью утрачена. Остались только описания картины. Мы придумали такой проект по описаниям, изучив очень детально стиль каждого из художников, который был представлен в этом музее, мы воссоздали работу. У нас появилась такая воссозданная коллекция, возрожденная коллекция полотен различных русских художников 19-20 века. Я вам передал через ваших помощников альбом, который мы подготовили, который сделан нейросетью Кандинский как раз. И мне кажется, будет очень интересно познакомиться с этим. Это как раз хороший пример, как технологии будущего помогают нам в том числе возрождать наше искусство, нашу культуру, утерянную в тех или иных событиях. Спасибо. Здорово. Но Сбер очень многое делает по этому направлению, действительно является одним из лидеров у нас, видит хорошо перспективы многим отраслям и реального производства, социальная сфера помогает. Здорово. И вот то, что сейчас вы рассказали про музей, про воссозданные полотна, здорово. Честно говоря, с удовольствием посмотрю это. И очень рассчитываю на то, что руководство Сбера будет подбирать таких вот молодых, энергичных, заинтересованных в результатах своей работы специалистов, и вы будете двигаться дальше. Причем по всем направлениям, даже совсем неожиданным, казалось бы, для учреждений банковской сферы. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я, когда объявили о том, что будет сегодняшняя встреча, получил огромное количество сообщений от участников разных сезонов, и все с одними и теми же словами. Словами благодарности, словами поддержки и самыми лучшими пожеланиями в ваш адрес. Еще раз вам огромное спасибо, и я надеюсь, что этот 5-й юбилейный
сезон будет не последним, будет продолжаться, и все больше и больше талантливых, способных ребят мы будем находить, и они будут расти, продвигаться, делать нашу страну еще сильнее. Спасибо вам огромное. Я со своей стороны вот что хотел бы сказать. Мне очень приятно, что наши усилия, общие усилия, не растрачиваются впустую. Вот когда я встречаюсь с такими людьми, как вы, молодые, энергичные, нацеленные на результат, заинтересованные в результатах своей работы, причем не просто так отвлеченно, совсем, что тоже неплохо иногда в некоторых сферах деятельности, отвлеченный такой результат с неба, он тоже хороший, пригодится в копилке. Но вот через эту школу подготовки кадров проходят люди, заинтересованные в конечном итоге, в результате страны. Вот это очень важно для людей, которые занимаются конкретной работой. И так и хочется сказать, вот такая избитая фраза, но тем не менее не могу удержаться. Тогда вот, когда с такими людьми, как вы, встречаешься, так чувство надеги возникает, что Россия будет в надежных руках. Вам спасибо большое за все, что сделано до сих пор. Сделано уже немало, несмотря на в целом такой молодой возраст каждого из вас, а в совокупности тем более. И очень надеюсь и желаю вам последующих таких серьезных, значимых успехов для вас лично, ну и как вклад ваш личный в развитие страны. Уверен, что он будет заметным. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо.